не про тое, што наш розум абмежаваны у сутыкненні з рэчаіснасцю і рэальнасцю. І тое, з чым мы маем справу ў розуме і ў практыцы ў гэтым сэнсе, яно заўсёды часовае. А раз часовае, то мы не можам выкрыць сутнасць гэтага. Да? Ну, ось, напрыклад, вусы и борода. Это обовязковая сутнасць мужчин? Не обовязковая, бо яны існуюць толькі ў пэўны час. Яны власцівыя мужчыне ў пэўны час. А мужчына застаецца мужчынай і да таго, як у яго выраслі барада і вусы. І ўсё так. За што мы не возьмемся, да? Свет пабудаваны таким чынам, што людзі нероўныя. Метафізічна выказванне. Ну, а што нам замінае зрабіць людзей роўнымі? У пэўных межах, да? Сёння яны нероўныя, бо мы так бачым таким чынам уладкаваны свет. А быў першабытны стан чалавецтва, калі гэта было не так. І сацыяльнай нероўнасці не было, не існавала. І за што мы не возьмемся, ўсё яно так і мае часовы стан. І гэта ключовое, так сказать, наполнение недели. Ну, можно сказать так, да. Это физика такая, типа, все такая, ну, абсолютно некотором сенсе. А половина, значит, мы фактично на свет, там, на кусок света можно видеть под разными фильтрами, а диалектика кажется, что, ну, вот эти фильтры, они не их играли, они их можно и в залежности от часу ситуации иметь. Ну да, што яны ўласцівы не толькі нашаму розуму, як гэта лічыў Кант, а яны ўласцівы самой сутнасці, прысутнасці рэчы ў свеце. І таму вось з дыялектыкай там была такая цікавая гісторыя, да, што Гегель, калі сфармуляваў свае законы дыялектыкі, ён вымушаны быў пазначыць, а хто ці што кіруецца гэтымі законамі. Ну і вы памятаеце, што на гэта казаў Гегель, што законамі дыялектыкі кіруецца і можа кіравацца толькі абсалютны розум, абсалютны дух. Чалавек, ён хутчэй там частка свету, частка прыроды, ахвяра гэтых законаў, да, а не суб'ект. Таму розум абсалютна належыць абсалютнаму духу, а дух абсалютна падпарадкоўваецца вось гэтым законам дыялектыкі. Ну, зноў жа, в дыялектычным сэнсе это адмаўленне самому прынцыпу дыялектыкі, бо гэта з'яўляецца метафізічным выказваннем, ну, прызнанне існавання нейкага абсалютнага духу. Да? Ну, але ж, тады Гегелю трэба было нейкім чынам разбірацца з тым, а што ж у свеце адбываецца. Бо сфармуляваць вось такія прынцыпы, законы — это адна справа, а што гэта дае там для пазнання, для арыентацыі ў свеце, для практыкі. І ён казаў, ну а у практыцы абсалютны дух увасабляецца ў чымсьці. Ну, напрыклад, скажем, развіваючы сацыяльную філасофію, палітычную філасофію, Гегель казаў, што абсалютны дух увасабляецца ў нямецкай дзяржаве. І в этом сэнсе ён быў такім, стаўся ідэолагам аб'яднання Германіі ў адзіную дзяржаву. Але ж прынцыповым з'яўляецца тое, што якім бы ні быў гэты розум, прыналежаў ён абсалютнаму духу ці там увасабленню гэтага абсалютнага духу ў чалавечым пабудове нямецкай дзяржавы,
все ж таки законы диалектики – это законы розуму. А потім Маркс, який прийняв гегелівську філософію, гегельське учення, але ж одночасово з гэтым адмаўляўся становиться ідеалістам, бо ён не прызнаваў існавання нейкага там абсалютнага духу. Ён думаў, што ён ідзе далей за Гегеля у гегелевскай же диалектицы, кажучи про тое, што быццё з'яўляецца першасным, а свядомасць, а ў гэтым сэнсе і розум, другасным. А значыць, становіўся не ідэалістам, як Гегель, прызнаючы існаванне абсалютнага духу, а матэрыялістам. І матэрыялізм Маркс разумеў як прынцып. Прынцып усталявання адносінаў паміж быццём і свядомасцю, не настойваючы на тым, што і як існуе. А галоўнае, што першаснае, што другаснае. А Энгельс, які пастараўся выкласці для больш шырокай аўдыторыі, для больш шырокай публікі вучэнне Маркса, зрабіў увогуле пераварот, адмовіўшы духу у існаванні, і ў гэтым сэнсе абсалютнаму розуму, прызнаючы законы дыялектыкі, ён павінен быў адказаць на тое пытанне, на якое Гегель адказваў праз высоўванне вось гэтага абсалютнага духу. А хто ж кіруецца гэтымі законамі дыялектыкі? І тады Энгельс сказаў, а прырода і кіруецца, матэрія. І змесціў законы дыялектыкі у прыроду. І вось у яго кніжка такая не вытрымоўвае крытыкі ёсць. Дыялектыка прыроды. Там увогуле смешна ўсё выглядалі, нібыта там гэтыя законы, там отрицание, увасабляецца у зерняткі, якое прарастае, і трава ці дрэва, якое вырастае з зерняткі, атрицае гэта зернятка, і так далей, і так далей. Ну ладно. Это еще Як вы думаете, што як бы вось гэта асноўная, гэта была рэдукцыя вось гэтай разумовай сферы, да, ці то па сутнасці ён як бы такой монист, да, то есть, они так и называли себя монистами. Да, монистами. Ну, конечно, это вообще сама категория монизма и дуализма, одна из любимых категорий в марксизме. Дуализмом они считают любой идеализм. А выставляя природу как единственное существо, или материю, как единственное существующее нечто, делающее такое метафизическое высказывание, как бы, да, они дальше из материи выводят все остальное. В том числе и разум. И вот следующей вульгаризацией, вслед за энгельсовской диалектикой природы, следующей вульгаризацией является ленинская вульгаризация через представление сознания и разума, как в теории отражения. На самом деле Ленин не создавал никакой теории отражения. Это назвал так болгарский коммунист Тодор Павлов, который сбежал в Советский Союз и там защитил диссертацию, а потом получил академика за то, что оформил целый ряд ленинских высказываний в теорию отражения. И назвал ее Ленинской теорией отражения. Такое тянет на академию. Потом, правда, большевики сделали финт ушами, то есть имя Тодора Павлова замалчивается, о нем знают только там специалисты, историки философии и так далее, да? А ленинская теория отражения выдается как, собственно, ленинская. Ну ладно, это мы можем долго разговаривать. Давайте вернемся к
цели нашего сегодняшнего собрания. Мы собрались на схемотехнику и для отработки рамочно-ядерных конструкций. Давайте вспомним, кто какие там пары суждений имел. Вы там что-то написали даже. Пришло. Но попало в спам. Я его только сегодня из спама вытащил. Не из спама, а там, ну вот, в Gmail есть две папочки дополнительных, которые... Саша. Да, там что-то... Ну, часу хватило прочитать. Нет, вчера, короче, нет. Треба, значит, рассказать. Ну, коли вы будете это самое зараз починать, давайте Ну, а кто еще отрывался? Про что это культура у нас была? Знание истории и игра пользы. Да. Так вы хотели, Леонид, это самое, История. почать, да? Почать отдали башню. Ага. Ну, только перед тим, як ви почнете, я почну, добре? Но я вот следующее сделаю сейчас. С учетом прошлого нашего занятия по схемотехнике, я просто хочу, перед тем, как вы начнете разбирать или брать в рамки там, да, одно в рамки другого, я хочу напомнить некоторые приспособления для этого, да, чтобы мы уже работали с этим в учебном, что ли, режиме, да, пробуя ходить медленно, по шажочкам, контролируя каждый шажок. Я напомню вам семиотическую схему, которую я кладу как одну из самых базовых в семиотике, в теории системы. Это схема с функциональным местом и наполнением. И вот с этим мы попробуем сегодня поработать. Итак, у нас есть функциональное место, оно пустое. Функциональное место нам нужно, чтобы правильно поставить вопрос и на него правильно ответить. О чем это, да? Про что мы вообще говорим? О чем или про что? Да? Вот про это. Значит, то, что является функциональным местом, должно иметь какое-то имя. Имя. Чем отличается имя от каких-то других слов? Это имя собственное. А если это не собственное, а нарицательное имя? В этом смысле не собственное и нарицательное. Ну, во-первых, имена это подлежащие. Да? Подлежащие чему? Тому, что о них говорится. Это подлежит оговариванию. Мы про это начинаем говорить. Но то, что мы говорим, в имени не содержится. Знаете? Вот этим имя отличается от понятия. Понятие имеет всегда объем и содержание. А если там Евген спрашивает меня, что такое диалектика, например, да? То смотрите, что имя диалектика он знает. Да? И спрашивая, он знает, о чем я ему буду говорить, или что он хотел бы от меня услышать про это. Да? Но что такое диалектика? Он говорит, он не знает или не понимает. То есть у него нет слов про диалектику. Понятно, да? Имя – это не обязательно то, про что мы знаем.
Знать можно только имя, и имя принадлежит функциональному месту. Понятие это... А понятие это уже с наполнением, с содержанием. Ну, умовно, это может быть одно и то же, или в одной там, ситуации в рамках оно может быть имен, а в іншому понятием. Понятным. Одно и то же слово. Конечно, Ну, конечно, конечно. Да. И вот если мы здесь нарисуем понятие отдельно, да, то понятие это уже заполненное место, оно уже не пустое. Из множества того, что мы можем сказать про это, мы говорим вот это. Это значит не это и не это, а вот только вот это. Понятно? Да, тут это становится... Ну, есть некие інші фактори, які визначають, що от іменно это зеленое сказывается. Сейчас дойдем до этого. Итак, вот это вот, как бы, да, это имя. Ну, или еще мы можем сказать подлежащее. Подлежащее. А вот это у нас сказуемое. Сказуемое, ну, в буквальном смысле этого слова, да. То, что сказывается. Сказывается, что сказывается про эту. Это про что сказывается, да? А это, что именно про это сказывается. И вот сказуемых может быть достаточно много. И при этом, опять же, в грамматике, в школьной грамматике, сказуемым называют глагол, да, который отвечает на вопрос, что делает. Но если вот это вот диалектика, да, то что мы про нее говорим? Что она делает, эта диалектика? Ну, там, описывает познание, процесс познания, или процесс практики, там, или еще что-нибудь такое. Да? Но в логике сказуемым является не только глагол, и даже вообще не глагол в первую очередь, а то, что к глаголу приписывается. В принципе, каждый глагол в себе содержит вот эту онтологическую связку «есть». Я есть рассказывающий вам про рамки и ядра. Понятно, да? Я могу сказать, я рассказываю вам про это. И в этом читается, я есть такой-то, такой-то, рассказывающий вам про это, про это. И все вот это есть сказуемое в логическом смысле слова. С этим более-менее понятно, да, это вот в этой самой семиотике первоначально я вам это объяснял. Теперь. Сказуемое – это наполнение функционального места. Это все, что можно сказать про это. Да, все. Поэтому сказуемое может быть короткое есть, Бог есть. Да? Или Бог есть, творящий субъект, в результате действий которого возникает там, мир и все. Ну и так далее. Да? Это все будет сказуемое про Бога. Теперь, что нас заставляет принимать нечто про это говоримое, сказываемое, да, а что-то отвергать? Это рамка вот эта. Вот если мы говорим, ага,
имя мы знаем, но нам еще надо понятие иметь об этом, о имени, о том, что это имя обозначает. Да? И мы переходим к понятию. Откуда мы даем понятие? Обычный советский человек, или не советский, из словаря, конечно, из Википедии, да, берутся понятия. Что значит берутся? Это значит, что они уже наполнены. И мне постоянно, например, приходится сталкиваться с людьми, да, тупость которых напрямую возникает из словарей Википедии. Потому что стоит употребить какое-нибудь слово в качестве подлежащего, да, особенно когда речь идет о незнакомых словах. Вот когда знакомые слова, тут прет содержание сознания человека. Все, что у него в сознании накопилось, оно сразу как бы туда вваливается нерефлексивно, да, и наполняет пустое функциональное место. Если имя незнакомое, человек лезет в словарь, и там ему дают понятие. Понятие в смысле вот как бы того, как это в формальной логике Аристотелем задано. Да? То есть это подведение под общий род, генус проприум, и определение видовой специфики. Ну, вот, собственно, как бы это две части понятия. Понятие получил, а вот это куда девать? Ну и первое, что говорят люди, да, когда имеют понятие, заимствованное из словарей или из культуры, да, он говорит, а вот это неправда. В Википедии это вот так написано, как бы, да, поэтому это неправда. Может быть, оно так и есть. Бывает, что Википедия или хороший словарь случайно напишут правду. Да? Но, во-первых, этой правде приходится проверить на слово, если не задаваться вопросом, а почему сказуемое вот это, а не вот это. Да? А во-вторых, если нам все-таки Википедия соврала, то мы остаемся вообще обманутыми, не рефлектируя вот это. И тогда мы говорим, а вот для этого нам рамки не нужны. Рамка – это такой фильтр, который пропускает через себя только зеленое сказуемое и отсекает всякие другие. Сменили рамку, и истинным может оказаться не вот такое, а вот такое. Понятно? А истина это что? Соответствие функциональному месту содержания понятия, да? Ну, вы сказали, сменили рамку истиной может оказаться там не первое, а второе. Вот. И истина тогда что тут? Вот это соответствие? Ну вот теперь смотри. Непротиворечивость? Теперь смотри. Вот истина – это такая штука, к которой мы всей душой стремимся, зная или полагая, даже не зная, на самом деле полагая, что она есть. Но мы никогда не можем ее достичь и схватить. Это, вы знаете, тут мне Юлька из Фейсбука как-то зачитала высказывание одной девушки, которая страдает аутизмом. И там до скольки-то лет она вообще не могла коммуницировать с внешним миром. Такое встречал, да. И там у нее наука, по поводу науки она сказала, наука это система типа знаний, основанная на предположении. Ну, Да, так глубоко. оно и Ну, есть. вы же на самом деле ничего не отвечаете. Про что? Ну, как бы про истину. Вот вы как бы сказали, да, что в одних рамках истиной может оказаться одно, в других рамках другое. И как бы ушли от ответа. Я никуда не ухожу. Я тебе даю тот ответ, который я знаю.
да, и которым я пользуюсь. Обратите внимание, что я говорю. Что мы предполагаем и допускаем, что истина есть. Да. Это не значит, что Иван Веденин или я являемся владельцами истины. Да? Мы просто говорим, она есть. И мы можем к ней быть устремлены. Не куда-то. Вот если мы устремлены только в Википедию или в словарь, мы получим истину без всяких оговорок. Но без оговорок она не есть истина. Она есть что-то, выдаваемое за истину. Ну это вроде как я понял, да. Ну как бы мой ответ, то есть вопрос дальше, да. Вот хорошо. Есть как бы функциональное место, пустое. Да. Есть конструкция вокруг этого функционального места в виде рамок. Я пока как формально там не... Да, и мы сейчас оговорили назначение и функцию рамки. Да? Рамка пропускает в функциональное место, которое наполняется каким-то сказуемым, что-то, а чего-то не пропускает. Да. Вот мы пропустили через рамку там одно наполнение, что-то там пропустилось, что-то наполнилось. Пропустили другое наполнение, что-то наполнилось там тоже. Вот истина в этом, ну, я просто как бы, вы в каком смысле употребили Вот, истина? Это как бы... Я же не закончил. Да. Я начал с этого, да? Что истина – это то, к чему мы можем стремиться. Да. Чтобы к этому стремиться, мы должны положить, что истина есть. Есть, чего мы не знаем. Да? Дальше ты меня можешь поймать на следующем, что, когда я сказал, а может оказаться, что истина не это сказуемое, про это функциональное место, или про это, Ну а да. другое, да? Да. Вот здесь истина употребляется в совсем другом смысле. Мы про это знаем что-то уже получается. Вот та истина, про которую я говорил сначала, это С большой буквы истина. да, ну, где-то там, понимаешь, чего мы не знаем. Но она есть. И это наше допущение, которое нами движет, когда мы пытаемся что-то познать. Да? А здесь мы тогда можем говорить, мы знаем, что вот это истина, а вот это не истина. И тогда как в другом смысле, да, используется это слово. Отлично. Что мне дает право, да, говорить про вот эту Да, вот скорее. таким вот образом, да? И на этот вопрос разные философы отвечали по-разному. Ну, например, вспомните, опять же, ну, все должны знать, я исхожу из этого, хотя это, конечно, не так. Все должны знать марксизм. Ну, в той или иной степени приближения, да, Диамат. Как Диамат отвечает на вопрос об истине? Практика. Он говорит, критерием истины является практика. Дальше начинается куча вопросов, а что есть практика. Но тем не менее, в марксизме вот такой ответ дается. Да? Похожий, но совершенно другой. Ответ дает прагматизм. Чарльз Пирс говорит, что истина определяется нами как польза. Я понял ваш ответ, да. А я сейчас отвечаю вам третьим образом. Я не буду все ответы там давать и так далее. Да? Истина определяется через выставление рамок как уместность, и своее уместность и своевременность. Уместность в смысле того, что те или иные рамки задают определенные функциональные требования к этому месту. И тогда то, что лежит в ядре, вот в этом функциональном месте, может быть либо уместно в этих рамках, либо неуместно.
Ну вот для вас, биологов, наверное, про ботаников не знаю, в более широком смысле. Да? Про Павлова помнишь и учение Павлова о рефлексах, да? И вот Павлов говорит, я изучаю природу высшей нервной деятельности. Понятно вам? Я изучаю природу высшей нервной деятельности. Я физиолог, говорит Павлов. Физиолог. Спросите меня, Бог существует? Я перестаю быть физиологом, становлюсь верующим человеком и говорю, да. Да. Но когда я занимаюсь природой собачьей, собачьего слюноотделения, да, я не ищу там Бога, его там близко нет. Отлично. Разобрались с Богом, в собаке нет Бога, а значит нет души. Да. В высшей нервной деятельности, говорит Павлов, нет души. Он положил в рамку физиологии высшей нервной деятельности. Она же природа. Да? Если мы кладем сюда функциональное место по имени собака, всякий, кто скажет что-нибудь про душевные терзания собаки, получит от меня палкой по голове и будет изгнан из института. Понимаешь? То есть всякие предположения, утверждения о переживаниях собаки, а переживание — это движение души, неуместны. Или, говорит Павлов, вот некоторые говорят, собака думает, вон из института, не может собака думать. Всякие, что собака думает, это ложь в этих рамках. Это неуместно в рамках физиологии. И при этом Павлов был верующим человеком. Ходил к обедне, причащался, верил в Бога. Но он был разумным человеком. Держал свой ум в рамках. И все суждения в физиологии высшей нервной деятельности. И Нобеля ему за это дали. А, не, ему за систол дали. Не за Систол. нервную Ну ладно. И так далее. Понятно, да? Это Вот. уместность, да? А вторая? Своевременность. Это две стороны одной медали. Потому что, как только мы говорим про рамки, да, самые первые рамки и необходимые всегда и везде, это рамки хронотопа. То есть пространственно-временной структуры. Поэтому, ну, скажем, мы говорим, социальное государство — это государство, которое заботится о рабочих, да, которое не допускает эксплуатации человека. Это правда? Это истина? Рабочие вообще существуют. И выясняется, что рабочее — это временное историческое явление. Или как вот мы про предпринимательство говорили с Евгеном в прошлый раз. Да? Предприниматель то-то, то-то, то-то. Метафизика говорили. Да? Поскольку теоретически предприниматель существует от сих до сих. И вот про предпринимателя можно много чего говорить, если мы удерживаем историческое время. Если мы выпадаем, то всякие суждения становятся несвоевременными. Или как это еще называется? Анахронизм. Анахронизм — это не попадание во время. Либо до, либо после, но не важно. В какую, за какую границу времени мы выходим. Вперед или назад. Но это анахронизм. Отрицание, да, своевременности. Вот и все. И вот эта вот уместность и своевременность задает связку между тем, о чем сказывается, и что об этом сказывается. Но чтобы с этим разбираться, нужно сказывать.
есть нужно развернуто об этом что-то утверждать. Причем о чем? Все, что мы утверждаем, говорится об этом, о том функциональном месте, которое обозначено каким-то именем. Это может быть предприниматель, это может быть история, это может быть культура, это могут быть права человека, все что угодно. Любое имя берем, это имя обозначает пустое функциональное место, о котором мы будем говорить, да? И ничего мы не говорим про рамку. Рамку мы держим. И вспоминаем о ней только тогда, когда выясняем уместность сказывания или своевременность. Тогда говорят, не, подождите. А у нас есть рамка, ну, например, скажем, социологии. Да? В рамке социологии уместно то-то и то-то про это говорить. А если мы берем рамку юриспруденции, то совсем другое. Мы можем про это говорить, уместно другое. Мне кажется, понял, что вы хотели сказать Леониду. Что? Я понял, что вы хотели сказать Леониду перед его выступлением, да, то есть... Я не только Леониду говорю. Может еще То вопрос есть я так понял, уточнение. что это на опыте прошлых семинаров, да, вот Да. какой-то вот, ну не знаю, анализ ошибок, что ли, да, и... Ну да. Понимаете, я же не могу знать, чего вы не знаете. Ну и попытка избежать их сегодня, да, этих... Ну, кое-что мы выяснили, вот с Евгеном разговаривая в прошлый раз, ну и с кем мы еще разговаривали в прошлый раз? Со Светой, там и так далее, да? Вот. То есть с Евгеном это еще и не на четверговом занятии школы нашей, как бы, а на семинаре методологическом, когда он доклад делал, да? Который ты прогулял, думал, что серьезно. Вот. И там кое-что я стал понимать про это, да? Чего вы не учитываете, работая с рамочно-ядерными конструкциями. Вот поэтому перед тем, как сейчас Леонид выйдет что-то говорить, я обустроил пространство, да? Пустое формальное пространство, то есть сплошные пустые места. У меня вопрос на уточнение. Да. Вот, почему давались именно пары понятий? То есть это, по сути, одно претендует на функциональное место, второе на рамку? Да. Да. То есть, понимаете, какая штука? Вот все знают про мой дурной характер, да? Особенно в разного рода интеллектуальных ситуациях. И одно из самых грубых ругательств, которое от меня исходит, как бы, да, это безрамочность. Я очень терпеть не могу безрамочность. В этом смысле, что такое безрамочность? Чтобы не рассматривалось, о чем бы ни говорилось. Все, что говорится без фильтра, пропускающего уместные своевременные высказывания про это, да, я терпеть не могу, я физически уже, как та собака Павлова, как бы, да, раздражаюсь на это. Но при этом вы же выбирали эти пары достаточно случайно. Да, для упражнений. Чтобы мы могли упражняться. Но при этом сказуемое должно быть какое-то осмысленное и содержательное, скажем так. Может ли быть при случайно выбранных парах? Нету сказуемого. Нет, мы же должны сейчас, если человек выходит к доске, он должен что-то сказать про это. То есть он должен какое-то содержание выдать для случайно подобранных функционального места и рамки. Да. Не, сказуемое же тебе не задано, ты же сам это Я не говоришь. говорю, что у нас задано. Я говорю, принести с собой. Да, то есть ты как бы дисциплинируешь свой ум, я так понимаю. Нет, ну тут Находишь что-то, что запихивается он в еще эту одну рамку. вещь говорит, и это тоже надо понимать, правильно, да. Понимаете, какая штука? Вот есть, где-то тут недавно тоже встретил в каких-то обсуждениях, суждение про то, что детей учить философии проще, чем взрослых. И я понимаю, откуда исходит такое высказывание. Да? Детей легче ведь обмануть. У детей голова еще пустая, да? И туда можно вложить много чего, да?
чего в наполненные головы взрослых не вмещается. Но на это я бы сказал так. Вот метафизическое содержание детям впендюрить проще. Да? Им проще рассказать, что есть что. И что как устроено. Но философия не это. Философия — это дисциплина ума в взаимодействии, в коммуникации людей. Да? И дети становятся долдонами, если в них напихать самые-самые лучшие философско-метафизические представления. Не в этом счастье. Другими словами, вы хотите сказать, что это утверждение исходит из превратного понимания философии, Да. как набор, там, не знаю, Да. истин по поводу Да. бытия. Да, да. А все истины, которые философия нарабатывала за тысячи лет своего существования, они все временные. Временные, вот на сегодняшний день они, скажем, уместные и своевременные, да? А завтра они становятся анахронизмом. И так постоянно как бы все меняется. Да? Иногда мы вытаскиваем из истории какие-то вещи, уже забытые, да, из истории философии, и выдвигаем их на первый план, обосновывая это каким-то образом. Да? Ну, например, практичностью там, или еще чем-нибудь. Своевременностью и уместностью. Такое тоже бывает. Но они опять же временные. Это не значит, что если мы вытащили там тысячелетней давности, ну, например, как я апеллирую, скажем, к Николаю Кузанскому время от времени, да, к его ученому незнанию. Ну так это я апеллирую сейчас в этой ситуации, это вовсе не говорит о том, что утверждение Николая Кузанского вечная истина, скажем, и так далее. Да? Вот. Тогда, когда мы учим философии взрослых, мы попадаем совсем в другую ситуацию. Если детям легко впендюрить в сознание все, что угодно, взрослые этому сопротивляются, потому что у них как бы сознание забито всяким барахлом. Да? Антон. Но каким барахлом забито сознание взрослых? В своей области, в своей профессии, где человек взрослый чувствует себя уверенно, у него есть понятие, то есть у него заполненные функциональные места. Он там уверенно себя чувствует, он вообще от зубов отскакивает какие-то знания и так далее, да? Но в сознании-то есть еще помимо профессиональных, у каждого человека еще куча всяких представлений, да? Нахрена вам знать про Чичен-Ицу, например, или там про мексиканские пирамиды? Или про то, есть ли жизнь на Марсе или нет жизни на Марсе, знать микробиоботаников. Или там голова предпринимателя Клишевича забита там кучей всякого барахла еще, которое как бы совсем не является его профессией. У каждого так, да? Зачем это все? И куда это девать? Девается это, кстати, все в рамочные конструкции. Про это все никогда не говорится целиком сразу, да? Но оно, как это, вот как ведро на голове у каждого существует. Все мы все в рамках. И фокус только состоит в том, рефлектируем мы эти рамки или не рефлектируем. Понимаем или не понимаем. И для чего нам две пары слов, пара слов? Да? Чтобы одно положить как имя функционального места, о чем мы будем говорить. И желательно говорить об этом развернуто и, сколь-нибудь много, да? Не одно слово, не одну фразу. Вот об этом, обо всем мы говорим. А второе имя, второе слово нужно для того, чтобы мы могли условно учебную рамку выставить и поупражняться, через нее проверять уместность и неуместность того, что будет говориться. Если будет говориться мало, да, мы не сможем схватить рамку. Если будет говориться медленно, но достаточно, мы сможем поработать и научиться рамки рефлектировать. И поэтому мы работаем с двумя словами. Одно слово есть имя ядра, второе имя рамки. Когда мы просто рассуждаем, размышляем, спорим и коммуницируем, мы всегда многорамочные какие-то вещи используем. Да? Но не бывает одной рамки. Или, если бывает, то только в школярских учебниках. Очень примитивных там.
толдычащий кто-то и тот. Очень упрощенные вещи. Мы всегда имеем дело с многорамочными конструкциями. Но чтобы научиться с многорамочными, надо освоить хотя бы с одной. Ну что, теперь мы можем дать слово Леониду? Можно еще уточнение? Не дадут. Вот, мне кажется, просто своевременность, она как будто рамка по умолчанию. То есть временная вводится, то есть которую просто обязана быть. Иначе просто непонятно вот это требование своевременности откуда берется. Ну, знаешь, вот чаще всего да. Оно по умолчанию. Иногда оно по принципу. Ну, вот как диалектика, про что я Клишевичу сегодня рассказывал. Да? Диалектика делает все временно. Ну или темпорально. Да? Поэтому темпоральность для диалектики есть одно из главнейших принципов подхода ко всему. А вот, ну, это по пятницам вы этим занимаетесь, да, вам представляли как бы разные ипостаси культурной политики. Да? Но не все при этом. Вот есть такая штука, которой мы занимаемся. В основном с Егоровым, но в общем участвуют и другие как бы члены АГТ. Это такая постоянно текущая аналитика. Когда мы с чем-то сталкиваемся, мы первым делом анализируем ситуацию. Ситуацию, процесс там и так далее. И одним из вопросов первых, как только мы приступаем к анализу чего-нибудь, к аналитике чего-нибудь, ну, по тем или иным причинам, попавшие в поле нашего внимания, да, мы спрашиваем себя примерно такие слова там, или используем. Да? А в чем суть этого момента? Или в чем нерв времени? Там, и так далее. Да? То есть мы всякий раз должны зафиксировать время в его содержательных каких-то характеристиках. Время, оно должно быть нашим. И вот мы по этому поводу, если вы участвовали, кто-то заходил, кто-то заглядывал, вот эта серия зимних конференций, да? Помните, как она строилась? Первая, вот в этой серии, первая вообще конференция зимняя была посвящена интеллектуальной ситуации в Беларуси. Да? Но потом пошла серия, и она началась сначала. То есть начало как тема конференции. Да? Потом вторая конференция была посвящена категории настоящего. И вот как это, всякое настоящее – это некой длительности временной промежуток. Кто-то живет только сегодняшним днем, поэтому уже там 14 апреля для него далекое прошлое. Да? А там, не знаю, 25 апреля – это вообще отдаленное будущее. Кто-то живет в более широких рамках. Ну, например, студент. От сессии до сессии живут студенты весело. Как бы, да? Для них настоящее длится вот таким образом. Да? Я как-то рассматривал специально в книжке «Три ветви власти» в демократических странах, ну не только в демократических, да? Исполнительная, судебная и законодательная. И говорю, что такое настоящее для законодательной власти? Настоящее для законодательной власти – это время их полномочий. Избрано на 4 года. Вот 4 года – это настоящее. Да? И поэтому в нормальных странах депутатам не дают права принимать законы в первые полгода начала их каденции и в последние полгода. Да? Последнее, чтобы они пенсию себе не увеличивали. Да. Вот. Значит, и они должны войти в это настоящее. Да? И фактически 4 года, например, или, ну пусть 4. 4 года у них срок полномочий, из них 3 года, собственно, они чувствуют себя вот в своей тарелке, в настоящем. Да? Но, а что такое настоящее для исполнительной власти? Настоящее для исполнительной власти гораздо короче. Это, собственно, ресурсы на решение задач.
Ресурсы берутся из бюджета. Бюджет утверждается парламентом ежегодно, принимается на год. Собственно, время бюджета – это и есть настоящая исполнительная власть. А для судебной власти? Для судебной власти настоящее большое, пока действует закон. Им плевать, что закон плохой, например, там и так далее. Закон дура лекс, он лекс. Судьи Ой. тоже выборные. Если выборность судей, например. А даже если выборность, судей, то, во-первых, они выбираются на более длительный срок, да? А во-вторых, они не выпадают, вот как в Америке, где за этим бдют, да? Там ведь судья – это пожизненное звание. Человек уходит с поста, его все равно называют судьей. Да? И это именно для того, чтобы мы понимали, что суд живет в квази-вечности. Да? В квази-вечности. Высший суд вообще по жизни. Ну да. Вечности не бывает в жизни человека, но это квази-вечность. То есть закон есть закон. Хоть ты тресни, да? Пока закон не поменяли, они действуют вот таким образом, невзирая на бюджеты, там, не знаю, интересы избирателей или еще чего-то. И поэтому настоящее для всех разное. Это только я три взял квази-субъекта, да, про это самое, измеряя настоящее. И вот эту своевременность – это то, что мы всякий раз в аналитике определяем как наше время. Какую важность моей уместности? Я Да. не знаю, почему Иван там выделил, что потому что- это больше важно, чем Потому что место у нас есть, вот имя и есть место, куда покладается. И поэтому уместность я понял как способность функционального места принять сказуемое с учетом рамки. А вот то временность, без обустройства, способности принять туда что-то про время сказанное, надо еще одну рамочку все-таки. Тут, понимаете, какая штука? У пространства, вот хотя мы и говорим хронотоп там, и так далее, да, пространственно-временной континуум там, и так далее. Но у слова пространство, или у пространства, скажем, да, есть измерения. Их несколько всегда. Это у физического пространства, буквально в котором это будет геометрического физического пространства. А у время одномерно вроде бы, да? Но помимо мерности у пространства есть еще масса всяких коннотаций. И мы говорим поэтому про пространство мысли, про пространство идей, про пространство там еще какие-то. Это не только географическое или физическое пространство. Хотя и в географическом, и в физическом то же самое. Вот, например, есть такие понятия, как регион, скажем. Да? Что такое регион? У нас целый семинар, по-моему, был. Ну да. Вот регион – это как раз характеристика того, где уместны те или иные суждения, те или иные решения там, и так далее. Да? Регион в этом смысле не совпадает ни с административными единицами, ни еще с чем-нибудь. В этом плане, там раздваивается фактично уместность, она может перейти к функциональному месту, или это не рамки. Поэтому она, то и так само уместность утримується не автоматично функциональным местом, а не дается. Нет, ну вот смотри, в принципе, теоретически и для учебного режима мы можем выставлять любые рамки. Абсолютно любые для упражнений. Да? Но, конечно, по большому счету, многие рамки, наверное, будут неразумными, да? Для чего-то. Ну, вот скажем, посмотрите на аудиторию, в которой мы собрались. Что за херня? Ни одного негра, да? Ни одной женщины. И так далее. И вот часто очень люди приходят, да, с этой самой гендерной установкой, гендерной рамкой. Говорит, а что это у вас вот такой гендерный перекос, блин? Что это у вас за секта такая мужская?
Ну, непорядок, да, Водолазская не пришла. И это так село уже на многих людей, да, что люди начинают оправдываться. Да за что, собственно, блин, кто тут отбирал по гендерному признаку? Никто. И эта рамка неуместна. Если какой-нибудь козел придет и скажет, что на методологическом семинаре надо достичь гендерного баланса и обязательно это самое ЛГБТ, да, пошли в задницу, блин. Глупости. Нет и не было у нас этих рамок, как бы, и не будет. Точно так же и многие другие рамки, как бы, да. Для многих вещей, для многих имен там неуместно. Глупо рассматривать, например, там, не знаю, пенсию в рамках физиологии высшего уровня. Хотя на пенсию может сказываться и Альцгеймер, и Паркинсон, там, и много чего другого, да? Но это совсем не та рамка, которую как бы, надо здесь применить. Ну и так далее. Ладно, мы наконец заслушаем начальника транспортного цеха. Что-что? Леонид уже выступал. Теперь можно, да. Пропонуется разглядеть имя история разрамку Веды. Ну, я малюю. Ну, можно что-то самое. Вот тут же эти самые функциональные места все, да? Тут пустые абстрактные категории на доске, да? Их можно переназывать, а можно новый рисунок рисовать. Это я к вам зручнее. Тут было сказано, что історія – это ім'я. І ось треба у метах нашого семінара знайти гэтыя варіанти і паспрабаваць їх пропускати в розрамку веда. І ось я на запасі 3 нейких таких виказувань про історію, які можна буде опрацювати, з ними попрацювати наступний момент. Поспробовать порухать их в часе и в просторе. Поглядеть, что с ними отбудет. У сенсі порухать в часі і просторі поміняти рамки? Я бы сказал бы так, рамку мы будем тримать, рамку ведов. Я зрозумів, що 3 виказування, які є у Леоніда, Я їх у які листі- Юрій не зробив, зараз зробить, Ну, я их частково в листе. рухать менавіта гэтае виказування. Это Да. Того, окромя рамки веды, мы еще додаем одну рамку там, Не-не-не. не ведаю, Не-не-не. Я час так, там. у Владимира Владимировича я зрозумів так, как что ему поправить. Ім'я – это некая у теорії математики переменная, якую ми ніяк даємо некую назву, а потім її зв'язуємо некими тестовими уравненнями. Ось в этой рамке. И глядим, что отримається. И таким чином я хочу перейти до этих виказувань. А вот эта вся сама методика, ну, если так можно назвать, это нагадывает некие такие принципы варіації. Мы там глядим, як буде рухатися тіло, коли оно на хвилиночку отхилится вверх, не вниз по горизонтали. Ну, так. Першее. Перше виказування, так? Что? Перше виказування? Я перше. Зараз скажу. Ага. Перше скажу. Історія
характеризуецца тым, што яна недасягальна. Тое, што адбылося, мы туды не можам у адрозненні ад прасторы дайсці да того момента і нешта паглядзець, змяніць, дасягнуць гэтай кропкі. А можно повторить только медленно? Паспрабую. Гісторыя мала гісторыя, а гісторыя гэта тое, што адбылося, мае уласцівасць недасягальнасці. Давайте будем писать. Так. Первое, другое, третье выказывание. Это все три были? Ці это одно? Ні, це перше було. Два. На самом два у них было. Первое, что история, это то, что Отбылось. отбылось. Це перше виказування. Ну, в рамках первого выказывания. Высказывание в рамках нашего выказывания. Не, подождите. Вы торопитесь. Этого не было сказано. Это ваш вывод. Ні, Было сказано, история это то, что отбылось. і це не досягальне. Это не досягали. Я, Історія той, що- я яшчэ сам не ведаю, што атрымаецца, калі пачаць маніпулировать у прасторы і часу з гэтымі рэчамі. Можа, нешта такое цікавае атрымаецца. Отлично, Экспромт, давайте дальше. наступны можа разглядзець і все наоборот. Другое, Так а мы не будем записывать то, что история, то, что отбылось? что значит записывать? Вот мы записываем тезисы, Ну добре, я пакуль гэта запишу их три, а потом уже пачнем Потом еще, да. по части. Коли мы выловили еще, что есть, мы додадим. На истории никто не здольный научиться. Ну, тривиально, это уже некая такая примовка. Ну и историю не здольный никто змяніць. И боги так само. Ну тут я уже трошки зачастил, ви уж переживайте, коли. Нормально, нормально. О! Ну, три высказывания, это вам не кухры-мухры, это уже кое-что. Можно начинать разбираться. Раз, рамки веды. Да. Недосягальність. Ось тут перше, що приходить у голову, ось, наприклад, можна поспробувати узгадати, хто, що, коли, де і робив. Ось я спробую успомнити, що я робив день тому, 2, 4, 6, 8, і вже починають впливати які тяжкості. Ну, наприклад, ведаю, 2 тижні назад семінар був, там тиждень назад був так само. Ні, схемотехніка була, тиждень назад так само. Проміжки поміж гэтымі дзеямі неяк выпалі, я ведаю, не ведаю так, одразу что и сказать. Бачите, тут уже рамка всплывает веды. Но можно сказать, что проміж одним семинаром, другим семинаром прошла неделя, там были некие подеи. И вот тут можно сказать, что, коли так поглядите, то можно тут вывести некую такую особливость в истории, что некие моменты в истории мы можем не ведать, але мы можем вылічаць, что поміж гэтымі моментами повинно было отбыться нечто такое. Ну, например, відавочна, что Николай II был, есть Владимир Владимирович Путин. Поміж ними нехто ж повинен был быть. Да, не один. Таким чином,
нягледзячы на недасягальнасць, ёсць нейкае падабенства паміж ведамі і гісторыяй, што, напрыклад, веды таксама ў нас не сплашняком ідуць, а мы нешта такое ведаем, нешта другое ведаем, і павінны ведаць исходя из нейкіх более высоких ведаў, тое, што пасяродку павінна знаходзіцца. Таким чынам, вось атрымліваецца такая недасягальнасць у буквальным сэнсе момантаў гісторыі, але дасягальнасць у пераносным сэнсе. Таким, што мы можам сябе нешта уявіць і тое, што можа ніколі не ўбачым і нічога падобнага не ўбачым. Вось Про какого Николая вы там говорили? другого. Там он точно был? Или это Ленин придумал все, чтобы запутать нам? Це цікаве питання. Ці быў Николай II. Гэтае пытанне можна асэнсаваць у рамках нашего семинара по схемотехнике. Ну, конечно. Мы же Итак, занимаемся здесь ставится историческими так. изысканиями. Что значит ведание об існовании Николая II? Что значит ведание, веды об існовании Николая II? Бог атрымалася так, что я наведваў гэтага Сагановича, занятки, 6 занятков, и там была такая классификация, что у истории есть тая история, что до нас не дотычится непосредственно. Мы сами памятаем тое, потым другі ўзровень по аддольнасці часе. Мы памятаем з расповеду наших родных, там, близких, з нейкіх, увасабленняў того, что адбылося ў той час. А потым ужо здесь недзе 100 гадкоў, это ўжо амаль все застаецца у выглядзе пісьмовых крыніц. Таким чынам, існаванне Николая II я могу для себе асабіста уявіць себе так. Ну, першее. Так, бабуля рассказывала, о, при цары жили в Одессе, там казаки моцные по улицах на великих конях ездили. Выдавали на мыловаренном заводе зарплату. Ну, только не увлекайтесь. Где была выява Николая II золотым. Далее уже ничего так не засталось с той поры. Хорошо, я тогда спрошу иначе. Знаете историю потопа? Конечно, написано. Земли, как строили, как там заходили, как закрывали. Ну. Письменный источник. Кто герой там в этой истории? Бог и Ной. Ной. А Ной был? Письменный источник есть, значит был. Бабушка не успела, наверное, застать его. Прабабка могла. Ну, знаете, белорусам ведь ничего не мешает рассказать, как наш царь Петр I когда-нибудь там что-нибудь делал. Полоцк строил, да. Ремонтировал. Я уж не говорю про Скорину в Питере. Так, привязываем, пропускаем про рамку ведомую. Ну да. Вы знаете историю Ноя и историю потопа? Веды. Амаль в всех кропках земного шара бачны следы этого.
геологичным. Вот про историю потопа я понял, про Ноя, да? Будем выяснять, остался ли он где-то в профиле на монетах. А знаете ли вы историю сотворения человека Богом? Знаете? А какую историю сотворения человека Богом вы знаете? Христианское. А их две. В Библии две истории сотворения Богом человека. Нет, я помолился, значит, не христианское. Не, они Ну, после. Знаете, какая штука? Христианскую. Что сказать христианскую? В Библии, в книге Бытия, або по-белорусски, книга родов, рассказывается две истории. Одна история С глины. по этому самому, по библиоведению, да, называется Яхвист, другая Элохвист. Как бы они скомпонованы из двух разных рассказов. Рядышком находятся на соседних страницах, где тут у нас есть Библия, можно найти. Вы не увлекайтесь. То есть в письменных источниках зафиксированы две противоречащие друг другу версии. Нет. Я сейчас имею в виду следующее, что слово «история», когда мы говорим про Николая II и про Ноя, это разные вещи. Более того, как только мы вспоминаем, Подождите, а почему? потому что вот я рассказываю вам историю, расскажу какую-нибудь историю про то, как я сходил там в пивбар и познакомился с хорошей девушкой. Так, письменные источники есть по этому поводу? Нет, есть устная история. Значит, это не Это история. устная история. Это не история. Подожди, слово Потому что «история», рамки выставлены так, веды. Слово Наша история в рамках «история», веды. слово «история» означает в том числе, а вот была еще такая история со мной. Подождите, оно у вас может означать все, что угодно. Леонид вот так рамки выстроил. Он историю Подожди, поместил. и то, и другое помещается. Если мы Да никто не поставили там помещается. рамки веды, Да. знания, да, то знание истории потопа туда попадает? Попадает. Почему она туда попадает? Потому что рамка такая, веды, знания. Ты знаешь историю? Я спросил, знаешь, существовал ли Николай I? Мне это самое, Леонид начал что-то рассказывать. Я его остановил и спрашиваю, а историю потопа ты знаешь? Оказывается, он знает эту историю. И может ее нам пересказать близко к тексту или там далеко от текста. Потом выяснилось, что даже про одно и то же, ну, например, про сотворение человека Бога, в Библии есть две разных истории. Ну, Это они всё- же записаны. Теперь вот все это мы знаем. Теперь мы все это знаем, вы уже не можете этого не знать, раз уж мы про это поговорили. Вот теперь давайте разберем первый тезис. В связи с тем всем барахлом, который вы про это знаете. Недосягаемость. Я по-белорусски это Недостижимо. по-русски. Недостижимость. В общем, не очень понятно, что это по-русски значит. Как это сказать По-русски. Непостижимость. Да, непостижимость. Как? Непостижимость. Непостижимость, да? Подойдет? Потому что недостижимость это что-то другое. Нет. Нет? Я менавіта мав на увазі, що, наприклад, тільки в фантастичних романах ми можемо вандривати в часі. А ось, наприклад, наприклад, я можу стати в те місце, де стояв Ніколай II, ну, до прикладу. Але я не можу оказатися в тим же часі, в той же час в Это історії. недостижимость того прошлого. Недостижимость. Наприклад, я був у вандровці туристській 20 років ніяке місце. Я туди вернувся і поглядів, що там відбулося. Ну, наприклад, ось у просторі ми можемо так, у історії ні. Да, и это все в рамке знания, да? Что означает это в рамке знания? Что хрен его знает, что там было. Мы знаем только истории. Более того, да, Леонид сказал, что у нас вот в этом знании есть какие-то как точки, да, или там какие-то реперы.
между которыми они у нас вот обозначены, да, вот там четверги, да, а то, что между ними, это как-то вообще там что-то выдумывается, натягивается, достраивается, исходя из этих точек. Да. Я могу, например, вспомнить, где я был неделю, а когда буду вспоминать то, что было в неделю, выпадет у меня с головы то, что было в И в этом смысле мы можем как рэперы поставить там Николай II, там Ильич, и еще там кто-то, да, и между ними там чего-то реконструировать, а можем поставить как там, ну, какие-то другие точки. Отлично. Разберем тогда. Мы что-то знаем про это все, да, и много достаточно знаем и рассказывать можем и со слов бабушки Леонида и это самое, бабушки Удава. И можем вспомнить, например, академика Фоменко, или кто он там, профессор. Академик Фоменко? Ну, хронология Фоменко, да. Знаете такую? Или вам микроботаникам она не дана? Что мы скажем про это? Мы скажем про это так, что академик Фоменко вельми поважаний академик, коли він академик, то это подозрено. И он сам математик, и он выражил, что на основании, на подставе математичных дадзених, статистичних викладок всю историю треба в 2 рази сократить. Христос жил 1000 годов тому. Ну, только не пересказывайте Фоменко, если его этот самый не знает Галиновский, то это проблема Галиновского. Да? Короче, Фоменко рассказал другую историю. Да. А поскольку история недосягаемая, то какая нам разница? Какая история нам излагается? Я правильно вас понял? Нет, я тут историю супротив откидывания. А Фоменко веду використовував в своїй історії? Он математику використовував. Веди, да? Как вы сами сказали, математика это нечто абсолютное. Нет, это вот интересно. Нет, это Галиновский сказал, я послушал. Вот интересно. Потом. Вот смотрите, Леонид рассуждает. Был Николай Александрович под названием Второй, а был Владимир Владимирович Первый. Между ними 100 лет почти. Резонно предположить, он говорит, что между ними Что-то было. что-то было. Почти математическая гипотеза. Чем в этом смысле история от математики отличается? Не очень понимаю. Нет, вот физиология. Владимир Владимирович рисовать. Веды, які нам поставляє Фоменко, не відрізняються від тих ведів, що поставляє нам звичайна історія. Ну, если, я скажу, мне здається, то же самое отбылося, что и в минулый раз, в плане того, что, если мы тут скажем веды, а так как бы и не наполнили, что мы разумеем под ведами, то бок увиденная рамка, и фактично мы ничего не сказали, что, вот, что мы называем ведами, что не называем, и тогда мы не можем адекватно разуметь, что пропускается произведение, что не пропускается. Може, веды это то, что написано в книжках, вот по Леониду. Ну, я бы взял бы тут просто энциклопедичный словарь, где было сказано, что веды это нечто объективное. Это не старый словарь. Ну вот интересно, и как это применить к тому, что мы знаем историю потопа? Может, ты скажешь, что это не объективно? Такое веды, это веды истории религии учения. Вот знаете, как это, богов придумали Гомер с Гесиодом совместно, да?
две древнегреческие книжки, из которых мы знаем, ну или там тексты, из которых мы знаем про всяких греческих богов. Боги это ведь к религии относятся, да? Не зусім. Это то, что існує в той час. Можно сказать. Ну отлично. Вот там 3 богини собрались и не поделили яблоко. Из-за этого началась Троянская война. Ну и все к этому относились как к религиозным басням. Пришел некий придурок, типа Фоменко, и говорит, раз написано, значит должно быть. Покажите, где. Он говорит, да не было этого нигде. Не верю. Поехал, раскопал, нашел. Это хочешь Шлеман. А вы говорите, недосягально, недосягально. Конечно, Шлеман. Шлеман. Потом. Что потом? Потом высветлилось, что там аж 12 слоев одно на другие. Да, Где гэты час, что у Гомера описаны неведомо, 12-6 вариантов розных. Снова недосягаемость. Да. Не, ну что Як значит? у физиці. Это достигание простора. Простора. Як на самой справе было. И что такое на самой справе было? Ну, например. Ну хорошо, вот теперь смотрите, вот как бы первое высказывание Леонида может показаться Легковесно. легковесным. Да? Легковесным, но давайте как бы оставим. Мы понимаем уже все проблемы, которые в связи с этим возникают, да? Но оно уместно по отношению к функциональному месту. Да, уместно. То есть это высказывание про историю. И в рамке знания оно уместно. Да? Насколько своевременно, как бы, посмотрим. Давайте пока послушаем другие высказывания. Но мы помним это. Да? Что сказано, то сказано. Оно уже положено в содержании. Да? То есть мы не можем пойти и поговорить с Приамом, Парисом и выяснить, как оно было на самом деле. Да? Ну, камеры назирания тогда не было. Ну, да. А если бы и были? Тогда питание было бы их тлумачение. Ну, потому какая что там разница, было, понимаете? одна шайка ограбила Да. другую. Это все ничего не значит. Камеры назирания записи, ничего не знаю. Вот как это самое. Да. Тут приехал у нас коллега из Иерусалима. И с теми, кто был в Иерусалиме, они там делятся впечатлениями, да? Потому что кто-то еще из Рима приехал и рассказывает. А вот в Риме хранится копье, которым, значит, проткнули Христа, чтобы не мучился. Кто нашел? Елена, мать Константина. Да? Поехала через 300 лет, нашла сразу же копье, ну, что там она еще Лестницу, Лестницу, крест, да. ну, с крестом там ступеньки на лестнице, на которой Всё. капала кровь, и 300 лет запеченная на этих Да, ступеньках ну, была. И теперь, оказывается, человек может прийти в Риме, да, в святых реликвиях, увидеть эту ступеньку, на которой капала кровь самого Христа. Там дырочки специальные Там просверлены, точно Христа, чтобы да. руками не хапали, да? Собственными глазами люди видели. Кровью в этой крови у Христа и красивый полоской. Да, да, вот, тем более. А эти москали сперли, как бы, стали по ней воровать, если бы это было неправда. Отлично. В общем, с этим разобрались, да? Поехали дальше. Настольность людей учиться в истории. Это такая приморка есть. История учит тому, что ничему не учит. Ну вот, теперь давайте разбираться. Теперь начнем рухать. С уместностью и своевременностью такого высказывания. Ось прикладом Веди. Ці дає історія Веди. Бо Веди в некім сенсі вони дозволяють, коли ведами оволодав, вчитися нечому. Конечно. Это что, А тут тоже оказывается, что история, она же ни разу не повторяется. Безводно. Ніколи уже не отбудется распятие Христа, там ці
Николай II. Подождите, вот историю потопа вы знаете? Вы же ее выучили? Пусть не наизусть, но... Нет, так Само выучилося, коли книжку там. Цікава лінза. Прилетела голубка, значит, земля уже... Я когда-то читал книжку про Тома Сойера и Гека Финна, да? И там Гек Финн, Геккельбери, рассуждает. Вот все говорят, история, значит, что эта история послужит ему хорошим уроком. Каким уроком может история послужить, говорит Геккельбери Финн, если, знаете, там Тома Джонса, да, что вот он полез на крышу чинить крышу в пьяном виде и свалился с этой крыши. И все говорили, вот, это послужит ему хорошим уроком. Но он же сломал себе позвоночник, и поэтому больше на крышу никогда не полезет. Ну что толку с этого урока? Это я понимаю. Да? Вот такое рассуждение Геккельбери Финна. Но у Геккельбери Финна есть другое рассуждение. Ну или точнее суждение. Оно звучит примерно таким образом. Я не позволю школе испортить мое образование. Это когда он объяснял, почему в школу не ходит. Поэтому он как бы, вот в его устах, эта история про Тома Джонса, свалившегося с крыши, она уместна. А в ваших? В рамке знания. А нахрена знание тогда, если оно ничему никому не учит? Нет, тут есть такий цікавий момент, що знання це потрібне як веди, як денежить. Это же с какой-то другой рамки. А это из какой-то другой рамки. Зачем нужны знания? Другой разговор. Я не знаю, зачем они нужны, но я знаю, что Бог создал человека, а женщину он создал из его ребра. Это одна история. Другая история, что он их создал неизвестно из чего, но одновременно. Веди можна порівняти з мапою, ну невідомо ж червоно, так? Мапа, карта. Адлюстровує що? Карта – это изображение, конечно. Ну це веди. Да. Нельзя сказати, що вони міновито для чогось потрібні. Я не говорю про это. Вот. Но мы можем выучить карту и можем знать Туда столица ходить, Боливии, ходить. Богота. І ось коли ми кажемо, що на історії ніхто не здольний вчитися, то ми же живем в пустоте. Нет, подождите, вот вы же выворачиваете что-то, выворачиваете рамки неконтролируемо. Вы говорите про то, что эти знания ни на что не годятся. Но теперь Не, тогда не так, не подлежащим является знание, и вы делаете суждение про знание. То есть вы говорите знание об истории? Это я не сведомый вставлю на Шимара. Да? Да. Перескочили. Я как трималася. Так, это я отхилился от плана. План Ну ничего страшного. Ну, порог отца у часе и в просторе. ну, порухаться участие в просторе я не ведаю. Я не ведаю, откуда у вас взялся такий план, бо коли ми ось це все малювали, да, тут умісність і своєчасовість, вони використовувалися у відказі на розважання Глиновського про те, а що дає нам підстави лічити одно поняття, то Бог наполненное функциональное место сказуемо, ці другое, больше истинным, тем меньше истинным. Я казал, что это, конечно же, не пирсовский критерий полезности, корыстности. Это, Не практика по марксизму. ну, с практикой я просто, это вельми складанная речь. Я-то думаю, что это не суперечит с практикой. Але ж, я покуль кажу формальные признаки, да, формальные.
что когда у нас рамка час, не час, это веды, да? Веды, а тут история, то праз гэту рамку веду, про историю мы можем казать нечто, что до места, да, и своечасово. И тогда все, что своечасово и до места, мы можем сюда класть. А коли мы кажем, что история ничему не вучит, не до места. Это не про историю. А про что? Проведение. Проведение. И отнимались... А математика чему учит? Учить. Могу сказать. Веды и там, и там. Она образовывает математика. Но мы сейчас как бы рассматриваем историю. Мы же про историю говорим. Ну, про историю, а не про знание. Не про знание. Мы говорим про историю и говорим, история это знание. Всего лишь знание. И когда вам рассказывает Фоменко историю, это знание. Вы можете эти знания выучить. Когда вам рассказывает, не знаю, Марзалюк историю, это знание. Когда Саганович рассказывает историю, это знание. Они все рассказывают вам истории. А то, что было где-то когда-то, где-то когда-то, тогда они утверждают, оно не досягаемо. И это мы понимаем. Да? Одно дело рассказы, которые мы можем выучить, а другое дело, а как оно там было на самом деле, хрен его знает. Знов же Саганович. Вивши 6 лекцій його. Докладній «Праці з історії» називався його курс. Там він почав, ссилаючись на всі заміжні дослідження, зробив вивод, що за останні 200 років історія пройшла там, класику, модернізм, постмодернізм. Зараз про одно і те же пишуть 3 історії, і 4 сам автор описывая свой погляд на все это. Я спробував это все асенсовать в этих рамках. Коли слухав Сагановича, було вельми переконавче і цікаво. А ось про рамки ведов, розумієте, ви глядите, нездольність вчитися на історії. Допустим, мы сможем высветлить ці обставины, место и час, у яких есть здольність вчитися на історії. У яких умовах? Коли, наприклад, я ведаю, що мой супротивник вивчив, що треба будувати крепості, щоб спинити наступлення ворога, і він не буде будувати крепості. І він навчиться на історію, а я спрацюю супроти його. Ну так можно. В этих обставинах, в этот час, когда изменяется нечто, все, как там сказано, все генералы учатся на попередних войнах. Научились? Ну там не так немножко сказано. Там сказано, что все генералы готовятся к войне, которая закончилась. А к прошлым войнам. Это да. Но они учатся на этих войнах. Так это ж опять же, это ж про генералов, да, или вот когда Леонид говорит, не здольны научиться. Кто? Это ж не история не здольны научиться, а там той, кто читает. Ну понимаете, какая штука? Вот это высказывание в устах Геккельберия Финна мне страшно нравится. Почти как в этом, в устах умирающего раввина. Жизнь это река. Ну или не река. Но когда мы рассматриваем историю в рамке знания, то мне это высказывание кажется крайне неуместным. Потому что если вы хотите, то и физика то же самое, да? Сдает на экзамене девушка это самое. Хорошо, да, потом он спрашивает, вы хоть что-нибудь не знаете?
Да, говорит профессор. Вот не понимаю, как вот такой ток по прямым проводам течет. Блин, чему она научится? Физика в этом смысле ничем не хуже и не лучше истории. Поэтому это совершенно непонятное высказывание, откуда берется, вообще оно безрамочное. Если есть знания, то им всегда можно научиться. Знание без употребления бесплодно, это другой разговор, но это мы уже рассматриваем знание. Это смена ракурса, выворачивание рамочно-ядерной конструкции. В чем проблема? Вы же были на лекции Сагановича. Сейчас нам ее вот кратко там пересказали. Вы же вот ее знаете. Их 6 было. Ну, 6, да. Не, ну Дима, только вот ты не это самое, в безрамочность не впадай. У нас есть обустройство рамочной ядерной конструкции. О чем мы говорим? А история? О истории. А вы про что? Ну, про лекцию Сагановича. При чем тут история, лекция Сагановича к истории? Ну, он же на лекциях историю Зачем? рассказывал. Саганович рассказал какую-то историю. Да. Про отцу Ну. истории. А мы про что говорим? Мы про историю говорим. В какой рамке? Знание. Да. Знание. Вот есть рамка знания, мы про это говорим. Что мы про это говорим? Мы говорим, например, про то, что знания исторические, такие-то, они, например, недостижимы в плане проверки. Да? Мы не можем включить машину времени, слетать в Трою и разобраться там. Мы даже, до Николая II добраться не можем. Знания есть, а проверять их нельзя. Поэтому это история. Она рассказывается. Нахрена рассказывать историю? Передавать знания. Откуда наш род? А еще что-нибудь. Вот это я понимаю. Это все уместно в рамке знания про историю говорить. А как только выскакивает как черт из коробки утверждение про то, что истории нельзя научиться, или история ничему не учит, начинаются сомнения. А при чем тут знание тогда? Что это такое тогда история, которая ничему не учит? Нахрен она нужна? Так, тоже, конечно, можно выпрямиться и сказать, что там история где-то, там, не знаю, инструмент для чего-нибудь, там, допустим, для добычи веду и оценивать ось этот инструмент як там добре, там, ну, для навчання. Юна, откуда это берется? Ну, не знаю, Вот у нас есть простейшая конструкция. О чем мы говорим? история. Об истории. Что мы об этом говорим? Что история вся в крапинку. Можем сказать про историю? Ведомо, неведомо, ведомо, В этих неведомо. рамках могут идти без смысла. Отлично. То есть это понятно, что это абсурдное высказывание, да? А другие не очень понятно. Но у нас есть одна рамочка, которая либо пропускает какие-то сказуемые про это, либо не пропускает. Можно еще раз указывание повторить? История История никогда никого не будет. Здольність научиться. Ну, хоча это выказывание про субъекты из пробоенной истории научиться. Это взять историю, которая... И это безрамочное высказывание. Потому что это утверждение про субъекта. Кто-нибудь станет спорить с тем, что есть дураки на свете? Это смотря в каких рамках. Ну это же про другое. Понимаете? Это не про историю. Это про дураков. Умные люди учатся, дураки не учатся. Ни физики, ни истории, ничему. Вычеркиваем. А если взять вот вашу историю, которую вы рассказывали про дяденьку, который упал с крыши пьяный, в городе же еще есть дяденьки, которые могут выпить, полезть на крышу, но они, зная эту историю, ничему не научились. Кто-то из них научился, кто-то нет. Понимаете, вот я не помню, как там дальше третье высказывание? Неизменные. Боги не могут есть. Историю никто не будет. Понимаете, а вот мы с Водолазкой как-то написали книжку. Она даже здесь есть.
по змее истории. А? Инструкция по змее истории. Не, она начинается с того, что, что история пишется и переписывается. История – это Веда про минулое, такое это само функциональное место, да, про якое нечто сказывается. Першее, про что сказывается про историю. История – это история. Это расповед про то, что было, здаралося, откуль что взялось. І таких історій шмат. І яны зноў і зноў пішуцца і перапісваюцца. І ў гэтым сэнс гісторыі. Это один сэнс гісторыі. Это веда, якая сапраўды мае рацыю Леонид, калі кажа, што яна недасягальная для праверкі. І шмат чаго мы просто не ведаем. Ну, напрыклад, мы так і не ведаем, чаму урэшце-рэшт два каралі сварыліся паміж сабой, да, і ні да чого гэта не прывяло. Потым все згінула, і все прыйшлося пачынаць спачатку. Кто такія каралі? Гэта гэты самы Даніла, сядзеўшы ў Галічы, і Міндоўг, які сядзеў на Лагодку. І вось два там каралі, якія так і не атрымалі карону. Чаму не атрымалі? Ці атрымлівалі ўвогуле? Ці было такое, ці не было? Ёсць две гісторыі. Гэта сама Русціс Камунтавіч распавядае. Вы ведаеце, калі каранавалі Міндоўга? Чаму? Литовцы ведают. Не. А, так, літоўцы ведаюць. Литовцы ведают, скажи, Яны на нават університет. яны нават дату У ведаюць. них дата, Да. докладная. 6 ліпеня Липня, да. каранавалі Міндоўга. День ведома. Яны спрачаюцца, не ведают, а то ў Кірнаве, а то там дзесь яшчэ там і так далей, да? Затое беларусы ведаюць дзе дакладна. Наваград. А калі літоўцам гэта распавядаеш, які Наваград? Это літоўскі кароль. Павінен каранавацца ў Літве быў, да? Наваград дзе? Яны там робяць выгляд, што яны не ведаюць, дзе каранавалі Міндоўга. Але ж ім патрэбна было свята, тысячагоддзе Літвы. Гэтае свята трэба адзначаць. Яны звярнуліся да свайго там гісторыка, як яго там звалі, нейкі Буракавіч, ці не памятаю як, да? Той посядзеў і напісаў 2 старонкі тэксту, дзе вылічыў дату каранацыі 6 ліпеня. З гэтага дня, да, з гэтага часу літоўцы святкуюць тысячагоддзе Літвы 6 ліпеня. Кожны год. Две гісторыі. Чым вам не гісторыя? Саханович сказал, что там врешті-решт Великая французская революция с некоторых пунктов повлияния не была и не отдувалась. И слухайте, так тут вы хочете сказать, что историю изменили? Це просто забыли, а потом... Чекай, я хочу сказать, рамки. что коли мы разглядаем историю, як імя, якое позначае функциональное место, про якое мы нечто можем сказать, то першае, что мы можем сказать, выставивши рамку веды, что история – это расповед. Про минулое. Про нечто. Тому есть история про Ноя. А? И мае рацию Леонид у першым своим тезисе, что нам не дадено знать, ці выратаваўся Ной сапраўды на гаре Арарат, ці не, ці быў увогуле ён, ці не, ці быў потоп паводка, ці не. Але ж гісторія ёсць такая, и мы ее ведаем. Это первое, что мы можем сказать про историю. Другое, что мы повинны сказать про историю у межах веды. Что история – это веды, якія змяняются. Покольки мы не можем проверить, что там было насамрэч, то мы можем про это распавядаць самые розные речи. Вот такий приклад есть. Менавіта яшчэ месяца не прошло. Это уже история. Саханович
розповів свою серію 6 лекцій. По-перше, запись не велась, о чем Татьяна сказала, и Оксана. По-другое, было на кожну лекцію він презентацію зробив. Ось чуєш його, записуєш у себе там. Ну, теперь не разберешь, что уж это записано. Потом попробуешь узнать, что он рассказывал, поднимаешь это поинты, ну это, PowerPoint, там, ну як сказати, чверть відсотків это імені особисте, там Ранке, Маркс, Енгельс, Бухгольц, там сучасне. А остальне так сухо викладено, що не узнавить то, що було. От, ну добре. Я спочатку думав, що це так само рамочне виказування. А коли це рамочне виказування, у рамки Веди обміркування в історії, це про історію що-то кажеться, да? То ми маємо історію Ноя, і ми можемо її так і позначати. Історію Ноя, да? Це історія Адама, це історія Наполеона і так далі. Це одна річ. Це ім'я по змісту. Але ж сапраўдная історія, паколькі гэта просто расповед. Просто расповед. Сапраўднае імя павінна давацца такім чынам. Гэта гісторыя Ранкі, гэта гісторыя Гівона, гэта гісторыя Сагановича, гэта гісторыя Ермоловича, ці Краўцевича там, і так далее. Гісторыі, сапраўднае імя гісторыі, гэта імя таго, хто гэтую гісторыю распавёў. А не тое, что было на самом деле. История, историография. В этом сенсе, да, история мало чем отличается от историографии. По-другое, я хотел бы вам нечто сказать, Василий Владимирович. Ну, скажите, Ведаете, только в рамках, понимаете? в рамках ведов. Мне з'явилось ураження, що ви веди лічите як некий такий процес, який тільки назапашує, расте, удохладняється, там нема ніяких відступлений. Ну, когда, например, прикладно так и есть. А вы определитесь? Это очень просто. Это называется монотонная логика. Что Владимир Владимирович исповедует. Нет, ну это неправильно. А у вас правильная версия. Знаете, мы ведали, что особиста власність кепська. Зараз ми ведаємо, що це добре, що завтра буде, може, знову. Якое це дочинення до веду має? Это ж ваше ставление. Это ж ваше ставление. Вы оценку не блыдайте з ведами. Я розумію, що я як особа повинна блюсти свою цілісність, унікальність і непоривність. Але у історії можливо то, що стало відомо, стане невідомим. Ну и что? Это перестанет быть ведами? Да. Чому? Это станет невідомим. Чому? Это истинный перестанет быть, а веды... Конечно, а ведами гэта застанецца. Веды гэта не заўсёды правда. Не, веды это частей заўсёды. Неправда. Неправда. Ну, мне это не важно. Веды это веды. Да, веды это веды. И все. Я ведаю, например, что хвали распаўсюджваюцца ў эфіры. Эфір існуе ў гэтым сэнсе як субстанція, да, якая хвалюецца. Про флагистон не ведаю. Про флагистон я ведаю, про философский камень я ведаю. Шмат, блин, я переполнений ведами. И это я ведаю, я сижу час от часу и сортирую. Это хлусня. Я это ведаю, а ведаю еще сам про это, что это хлусня. А вот это правда. Вот и мне кажется, нет, ты, блин, помиляешься. Это не зовсім правда. Да? Я приходжу, наприклад, це саме, бачу помник. Помник героям памфіловців. Я кажу, блин, ти думав, що ці хлопці загинули там
наше будучиня там і так далі, а цих хлопців увогуле не було. Кажу, як так? Блін, світ рушиться. А молода гвардія хоч була? Ну, ніякої молодої гвардії, все придумали. Блін, думаю, ну, але ж ведаю, ну куди мені подеться? Я це ведаю. Знову ж можна забути. А забыть можна. Але ж не треба лічити ведами тільки тое, що підтверджено. Більше того, тоді у історії таких ведаў увогуле нема в адпаведнасці з тим, що ви сказали першой тезой, и мы признали, что это нормальная, уместная и своечасовая теза. Ну, що значить підтверджено? Ось, наприклад, так, Галілей що винайшов? Він там у костел ходив, як правоверний католик. И он вынайшел, что маятники однолького колеблются однольковой длины, а вага не уплывает. А як він винайшов? Він по пульсу винайшов. А потім пульс уже сказали, это нестабильное, а маятник больше стабильное. То есть тут в комплексе треба подтверждать. То есть, наприклад, Фоменко явно вибивається із цього комплексу того, що зараз лічиться історією. Він вискочив, як там Філіпська напів, з насінком своїм. З Галілеєм ви щось так само. Некую дивную историю рассказали. Ну что? Маятник, пульс. И что маятник? Маятник колеблется с худкостью незалежной от ваги, а залежной от длины. Ну, так это просто протяг разважания Галилея про поскорение падения, свободного падения. Проверка. Проверка. З пульсом тут так само дивна історія. Ну я ж, здається, розповідав эту дивну історію про Галілея. Ніхто не хоче признавати з сучасних науковців, що Галілей зробив своє винаходництво ось у механіці цілком, ну скажімо, з голови придумав. Покольки Галілея лічить святим науковцем, то ён повинен робить эксперимент. Эмпиричную базу иметь и так далее. Да. Потому придумляют разные истории про то, как он лазит на Пизанскую башню и скидывает там эти самые каменисты. История. История. Ну, это история, да. Я думаю, что про пульс это так само история. Про остальные. Ну, адзінае, што ён эмпірычна мог зрабіць, это ён убачыў гэтыя фазы Марса і іншых планет. Таму, ось, і то, да, яму таксама припісваюць гэты тэлескоп, які ён спёр у галандцаў. Ну, шмат гісторый розных пра Галілея. Ён герой розных гісторый. Но мы не про это, не про Галилея, так? Ну, про то, что Галилей это так. Про историю у рамцы ведов. То веды только на то и потребны, как на их научаться. И истории нам распавядаюць не абы для чаго. Менавіта, каб навучыць. Будете аспрэчваць, і я, як заўсёды, не маю рацыі. Давайте до третьего перейдем. Тезис. История не здольна изменить амаль боль. Что? Никто историю не может заменить. Аж сами боль. Ну это вельми старожитное выказывание. Мне просто подается, что некалькі разоў вы выйдзеце гісторыю і мінулае. Мінулае, напэўна, ніхто не можа змяніць. А гісторыю перапісаць колькі заўгодна. Чаму нельга гісторыю памяняць? А история это только минулое? Кого запытваць?
история это... Ну, у тебя и у Леонида. Много История было это там. расход. История костюма, история Индии, история кинематографа, какая история, альтернативная история. О, Нет, история будущего. о, Альтернативная история – это нормальная история. Это про минулое. А вот про будущее. Вы когда-нибудь сустракались ці ведаеце, раз уж у рамках веды, ці ведаеце вы такое выказывание? Творцы истории. Ці мы становимся сведками того, як, да, историчной подеи, як робится история. Думаю, что за ваше життя, як і моє, мы потрапляли несколько разов ага. в такие ситуации, когда мы стали со сведками, когда робится, на наших очах робится история. Ну, звичайно, это казать с радостью. Ну, и что с радостью? Вы снова, оценка это оценка. Хтось казав, это не с радостью. Коли 14 травня 95-го года отбывался референдум, шмат хто разумел, что вот на наших очах робится история, а лишь радости ніякой. От этого не было, бо скасовали наши символы, дали магчимость президенту распускать парламент, ну и так далее. Ввели мову нейкую, москальскую. Не, ну в огуле гэтае выказванне, нет, просто гэтае выказванне выдаецца ну, таксама не ў рамкі веды. Якое? Про тое, што гісторыю немагчыма змяніць. Нават мы ну, зараз там Не. Рамка это тое, про что не говорится. Ну, А что дозволяет? ну, Про что тебе говорить? я ж про это и кажу. Ну. А яна дозволяе, напрыклад, спытацца. А что мы ведаем про историю? Чему мы, вот ты сама сказала, чему вы блытаете историю только из минулого? Минулое змянить немагчыма, а историю про минулое змянить, переасэнсаваць магчыма. Больш того, мы кажем, что история творится. А творится не минулое, а будущее. Тому история – это что-то ты. Что мы ведаем про историю? Тобі треба виділити так, фиксацию истории. Есть некие фиксации истории, и есть некая история. Саму историю мы можем переписывать, как только история переписана, хоп, она попадает в зафиксованную историю, и там это уже, там и гибоно стоять, и застается только их анализовать на суперечность. Леонид, а вы ведаете такое словосполучение? Историчный материализм. Чув давно. Історичний матеріалізм, так само Саханович казав. Другой ляд. Погляд, який прийшов після того Канта, після Канта так само мав свій погляд на історію. І ось це змінилося і захопило шестую частку світу. Потім було з моди сошло. Ну, я, покольки ніколи не был историком, я захоплялся худшей философией истории. Ну и памятаю, что участник Канта Гердер был один из первых, кто написал философию истории. Вот. И историчный материализм, когда мы начинаем разглядать, это мое дочинение до истории. Понимаю. Історію має. Має? І коли ён мае дачыненне да гісторыі, то яго можна разглядаць праз прызму ці праз рамку веды. І вось, напрыклад, Карл Поппер называў гістарычны матэрыялізм гістарыцызмам. Памятаеце? Не дійшов, я спинився на матеріалізмі історичному. Ну,
это было выдавалося як сапраўдная веда. Да? Сапраўдная веда, причем с настойванием на тым, что историчный материализм открывает законы истории, якія, як некоторые стверждают, незменные. Человек не здольны змянить законы истории. Ни у минулого, ни у будущего, сказал Маркс. Питание, что такое человек? Не, почекайте, давайте мы это самое, триматься у рамках. Мы про что говорим? Забудьте про человека. Мы говорим про историю, а не про человека. В рамках веда. И мы говорим про историю в рамках веды. Нема тут ніякого человека. А человек может быть як чинник у розповіді, коли ми розглядаємо ваш третій тезис. История незменная. Богини могут изменить историю. Да? Так далее. Таня, коли ты там это самое, углядела, что Леонид використовує слово «історія» як синонім минувщини. Ну, з першого, в принципі. А тут який синонім можна додати? Так сам Льос. ну, ці льос. А малі як грецькі мойри, да, ткуть полотно, на яким там ниткой проходить льос кожного. И мы в этом сенсе, например, как это называется? Фатализм, да? Фатализм. Але ж той самий Маркс, заблитавшийся урешті-решт, каже, но я вилічу по законах, які не можуть змінити ні боги, яких нема, ні люди, які є. Ніхто. Так ось, по гэтым гістарычным законам феодализм с непозбежностью зменяется капитализмом, а капитализм Социализм и коммунизм. он каже, я вылечу, что капитализм зменяется социализмом, коли будет на тое воля передового рабочего классу. Ну, ці не вухта. Ну, это уже худшее в область веры. Он поверил в это. Так история зменная ці незменная? Лёс, вы хотите сказать? Ну, коли мы кажем про историю як про лёс, як про тое, что подпарадковывается нейкому звыш дадзеному закону, які предвозначае як минулое, так и будущее. Тады, конечно. Тады, конечно. Что такое? Тады, глядите, коли мы так покладем эту историю, такий предикат припишем, да, к этой истории, то тады безглуздіця з'являються словы, что мы бачим, як творится история на наших очах. Это абсурдное выказывание. Да? Да. Все равно так и будет. Но гэта, вось менавіта гэты погляд на историю Карл Поппер и называл историцизмом. Ён сопровождается фатализмом, ну и тем, что ввогуле не треба ничего робить. Все будет так, як будет. З гэтага ж наступствы вынікаюць. Не так-то просто формулировать выказывания, тезисы, как яны не уплывали на нашу будущую. Что значит не уплывали? Ну, тое, что коли ваше высказывание, третья теза признается нами за истину, это вымушает нас принять певный тип, стиль поводзіну. Перестать змагаться за коммунизм? Да нет, Ну, кастовое общество. Ну, например. То есть, И он же сам придет, коммунизм, говорит. Никуда он не поденется, коммунизм. Это оппортунизм. Руку все. Кончатковая это ничто. Ну, хай себе. Я ж не боюсь быть Змагаться за
снижение пенсионного возраста, Нет, Леонид, працовных мы чем занимаемся сегодня? ведами, Нет, мы сегодня занимаемся. историю в рамках ведов, Нет, еще раз. Мы сегодня занимаемся вивченням праці з рамочно-ядерними конструкціями. Да. на прикладе этой схемы. Тому про приклад ми забуваємося. Бо замість вас мог вийти нехто інший і взяти зовсім іншу пару імен, правда? І розглядати там прави чоловіка, що там було, з чим він сполучається. Круто. Да? А ми вивчаємо працю з рамочно-ядерними конструкціями. И поглядите, мы признали до месяца первый тезис и своечасовость или уместность, и не смогли знайти. Таким чином, это не своечасово? А? Не своечасово? Нет, не верно до месяца. Не до нашего места. Ну, думаю, что так. Думаю, что так. Что коли мы ведаем, глядите, а мы все ведаем, уже про историю. Мы ведаем, что история это расповед. То бок про одно и то же. Я и вы можем рассказать разные истории. И история это не то, что здарилось, а то, что мы расповели. Это мы первое высветлили. Да? С другого Мы установили это. Что Нет. значит высветлили? Высветлили, что- 6 годы про этот термин. Мы высветлили, что вот это говорится про историю, да? И это доносится про историю. Это может быть сказано и не вызывая у нас протестов. Але ж про историю в рамках веду мы ведаем інше. Про это говорится и про то, что история это не то, что мы расповедаем про то, что было, а то, что было. Так само история. Там. Когда мы кажем, разважаем про историю в рамках веды, мы повинны памятать и про это, и про другое. И не заблудиться. Не подменять одно другим. Ты всем зрозумел? Чи все стомились уже? Ничего. А вы-то что стомились, блин, вас не было. Почему я не стомляюсь? Вы питаетесь нашей энергией. А вы что-то ходите сюда, сидите, Даем энергию. мазохисты. Про историю Пытаемся. еще вот что. Мы займаемся зараз не историей. Сагановича, блин, в заднице бачили. С Марксом и остальными. Мы займаемся вивченням схемотехніки. І працюємо зараз со схемою рамочно-ядерних конструкцій. Чому у нас свідомість така недисциплінована, що ми забуваємося про рамочно-ядерні конструкції, як вони використовуються, і цілком звалилися в історію. Історія нам тільки матеріал і приклад, да? Для того, щоб розбиратися, як працюють рамочно-ядерні конструкції. Ты можно сказать? Конечно, можна. Проверь. Про веды немагчыма сказать ничего. Да, Веды у нас рамка сегодня. рамка. Конечно. Добре. Веды у нас сегодня рамка. Мы учимся користаться ведами как рамкой. Добре. Есть история. Есть Марксу пришло в голову, что он ведает, як история пойде, что впливает на нее, материализм. Нет, вот глядите. Маркс в этом сенсе казав про історію менавіта гэта. Я, каже їм, Маркс, я постиг історію. Так? Історії дзейнічаюць. Законы такие самые, як Галилей открыл законы для природы. Это закон-то он вечный. Конечно, конечно. И Маркс так думал. И Маркс так думал. Тому казав,
гісторія незменная. Немагчыма не падпарадковвацца законам, якія вечныя. Попробуйте не подпорядковаться закону сусветного тяготения. Немагчыма, правда? Ну и Маркс так думал. Але ж ён помилявся. У нас на первом курсе английская мова была. И англичанка казала, ось закон, вы ему подпорядковываетесь. А Сергеев сказал, видите, мы по-другому разумеем. Законы не предписывают, они обмалевывают, описывают. Добре. Тогда не встает Так это питание ж розные законы. подпорядковываться тебе. Так это ж розные законы. Ну, то як Маркс розумів, Так я ж і кажу, це некий закон, який, по його словам, опише то, що буде. Опише. Ну, Непозбежно. ну, Раз опише, почекайте. то все остальные можем наши пробы не утопитесь, а всплыть. Ну и вы это поддерживаете своим третьим тезисом, что история неизменная. Я говорю, это хлусня. Это хлусня. Нет, в ваших устах это может быть помылка. А вот Маркс так ладно хлусит. И веду, что хлусить, падла. И Поппер добро это все расклал, выкрыл. Почитайте ее книжку «Нищета историцизма» называется. Веру в то, что история керуется, направляется неизменными законами, вечными, какие немагчыма позбегнуть. И он называл это историцизмом. И показывал, разбираючи крок за кроком погляди Платона, Маркса, там, розных інших історицистів, показуючи, наколькі гэта хлусня. Больш падрабязна гэта выкладзена у двухтомніку яго «Открытое общество и его враги». Першым. А Марксу у другім, але ж сама теорія, она у першым томе выкладзена. Ну, не важно. А «Нищета историцизма» это больш популярная книжка про это. Так вот, история творится. А лишь откуда мы это можем ведать? Откуда мы можем ведать про то, что история неизменная, и история творится? Попробовать. Ну, когда уже у нас рамка веды есть, да, то мы ведаем, глядите, что мы доведались, что история – это рассказ, расповед про то, что было с одного боку. И история – это то, что было. Про что рассказывается? И то, и другое история. Да? И рассказ. Рассказ можно изменить? Можно. Переставить абзац. То, конечно, рассказ можно так рассказать, можно иначе рассказать и так далее. Да? И это про то, что неведомо, что там было в истории, якая отбывалась, недосягальна. Первая теза, вельми докладно все это описывает, да, ваша? Але ж, покольки, коли мы кажем про историю, якая недосягальная, якая была, про минулое, все нормально. А как только мы ведаем, что расповед бывает и про то, что будет, и что история это подход, мыслительный подход, да? И тому мы можем опынуться в ситуации, когда на наших вачах творится история. Ну, например, 19 жнівня 91-го года в ГКЧП есть несколько героев. Да? Эти герои, один изолированный, другой на танку, третий там пресс-конференцию дает, его руки дрожать, там и так далее. Можно было забить Ельцина? Снайпер с танку. И история пошла зовсім иначе. Зовсім иначе. Творилось на наших очах. История силы растут, и они опережают творчие отношения. Вытворчая сила где тут у нашей этой самой рамочной ядерной конструкции? Веды об их росте есть? Ну, веды про розные кажутся. Про то, что растут, и про то, что зменшается.
Росли, покуль Сталин был, покуль он железной рукой кировал Украиной, росли. Пришел Хрущев, все разбазарил, и до Андропова все скончилось. По-разному бывает. История такая, что только не может быть. Ладно, с этой историей за ними понятно. Научились ли мы пользоваться? С этим все понятно. Научились ли мы пользоваться конструктом ядерным? Ну, отлично. Вот смотрите. Леонид ходил на лекции к Сагановичу. В этом смысле он очень грамотный человек. Продвинутый, там, много знает там, и так далее. Мы можем не ходить на лекцию к Сагановичу, знать гораздо меньше. Но если мы пользуемся рамочной ядерной конструкцией, да, то уже просто выставляя рамку знания для обсуждения того, что говорится про историю, у нас всплывают из знания, или из Википедии, или из сознания, всякого рода отрывочные штуки. Да? Ну, например, рассказывает, что-то врет Саганович про историю. Да? А мы вспоминаем, что история творится. Вроде бы, да, вроде бы, это не имеет никакого отношения к книжке, на которой написана «История Римской империи», например. Да? Или там еще что-нибудь. Или «История сотворения мира». Там, или еще что-нибудь такое. Но мы вспоминаем про это, тогда говорим, ага, и это мы знаем, и это мы знаем, и все это мы знаем, и через это знание мы можем селектировать эти вещи, как бы, да? И тогда, про что говорит Саганович? Он говорит про историю в гораздо более узких рамках, чем все то, что мы знаем про историю. Да? И поэтому наша рамка знаний очень широка для того, чтобы понимать и проверять, правду говорит Саганович или врет. И мы тогда меняем рамку. А пока мы остаемся в этой рамке, все в нее попадает. Все. И попадает оно именно для того, чтобы мы могли эти истории слушать, развесив уши, и относиться к ним как к тому, что нас научает. Знания для другого вообще не нужны. Ну, не знаю, ответил я на этот вопрос или нет. Но то, что рамочно-ядерные конструкции дают нам возможность работать с огромными массивами всего, что мы знаем, не выбрасывая ничего, а либо оставляя за рамками, либо включая в рамки, в ядро, да, внутри, помещая внутрь рамок. Не отбрасывая ничего из этого. Ведь вот для чего я рисовал эту схему? Чтобы показать, что то, что находится в энциклопедиях и в словарях, да, это игнорирование очень многого из того, что в общем имеет отношение к ядру, ну или к содержанию того, о чем мы говорим. Почему методологи такие умные? Потому что они этим не пользуются, а пользуются рамочно-ядерными конструкциями, где есть для всего место. Я Сагановичу питання задав, як можна використовувати ІВМ в історії. Він обіцяв розказати. А вы это из каких там Да, задавали? это из каких Я рамок? скажу. Лучше Что сразу отрывался? Обещал рассказать, не рассказал. Но догадался я сам, что я поблытал сродок и Нет, материал. Леонид. ІВМ, знання, веди позволяют просто с ими лучше працевать. Все. На историю я нам не впливаю. Да. Еще можно объявление печатать. Ну да. Оказываю репетиторские услуги для подготовки по истории для ЦТ. Можно поскорее, як интернет Ну, так, поскорее. понимаете, вопрос глупый совершенно, согласитесь. Какой? Про ЭВМ, крестание ЭВМ в истории. Чего нет? Ну, потому что. Кирпич. Потому что безрамочный, да. Как кирпич использовать? По-разному.
История. История. Не смог отказать. Убили бы, блин, кирпичом Кого ты задаешь история такие пошла бы другим путем. Вот, блин, роли кирпича в истории. Если хотите задать вопрос правильно, ставьте его в рамки. Разумею. Ну, например, поставьте в этом смысле на место Фоменко. Против компьютера он не попрет. Пока он лапшу вешает на уши по телевизору, лекция к чайникам, это одно дело. А вот, ну ладно, я уже сам безрамочно пошел. Эх, тяжелая эта работа. Вопросы? Ну, туговато, нет? М? Туговато. Ну, пробовать надо, только пробовать. Ну, может, проблема, что, ну, конечно, у таких навчальних метах это, конечно, може і корисно так по хардкору, але ось мені здається, ці рамки чомусь їм так складно, тому що вони вельми широкі і Тяжко усвідомити. і їх можна так, ну, они настолько широкие, что Амаль приближается к безрамочности. Ну, так. Соглашусь. Давайте переиначим. С чего соглашаться? А? Не, ну они в самом деле, вот, И понимаете, что? я взял от балды, Ну, тяжело. от и балды что? пары понятий, да? Пары имен. Вот история и знания. Да? Да, они настолько широкие, что в общем отношения между ними полны вакуума, пустоты. Ну да, вот это Во-первых, никто не мешает эту, там, не знаю, рамку сузить, конкретизировать. Там не знания, там, а научные знания, например, да, или там... Мешает. Почему мешает? А Потому почему что как бы, мешает? есть рамка. Ну, я Вышел, как бы- конкретизировал и все. Ну, Ну да, это можно сделать. В этом смысле Во-вторых, я... как бы, мне но- кажется, что в узких, да, более конкретных рамках еще более сложнее там что-то удерживать, Мы как-то ж там що выстраивать. удерживать? Ми ж якби не над змістом працюємо, а відпрацьовуємо Да. інтеграцію з Нет, в этом ситуацією. плане еще А коли- сложнее. Да ні, наоборот, Ні. простіше. Тому що ти можеш відбраковувати простіше. А тут якби, якої не візьми виказування, можна якби з більшою вероятністю якби, ну, попаде. Слушай, ну тут было 3 выказывания, 2 з яких мы откинули. Да, ну, так откинули потому, что это безрамочно. Третье было типа, ну, такое, не знаю. Мы откинули третье не из-за того, что оно в рамки не попало. А у других была проблема то, что мы историю брали не как сказуемое, а как подлежащее. Да. И все. Но когда не проблема рамок, то фактически, когда мы откинули другое третье, мы не учились там прям... Ну, между Нет, прочим, подожди, другое мы откинули якраз таки за конфликт у рамок. Потому что, по сутности, оно было не до того ім'я, якое було анонсовано. Оно было не про историю. Вот это, да, здесь была откровенная, как бы, это самая, инверсия, да? Да. Когда мы рамку свернули в ядро, а, ну, там непонятно, что в рамке находили, да? Вот. Но вот эти техники выворачивания, да, и сворачивания рамок в ядра и наоборот, нам тоже надо освоить. Но прежде чем это делать, надо добиться строгости рамочно-ядерных простых конструкций. Я только вот не знаю, продолжать это на следующую встречу? Протягивать треба, потому что, ну, якби, шмат, ну, тобто, не засвоено. Я могу засвідчити, що, якби, ну, не засвоено. Якби, Хорошо. так доброго Но використання. я сходно с тобой погодиться у тем, что ну, вот такие произвольные пары, да, они занадто абстрактные. Давайте наступное зробим. Вы ж по пятницах читаете некие тексты, да? Читали там и разбирались. Возьмите просто некий кавалок, добрый кавалок з текстів, які ви вже там прочитали. Что наступным разом читают зимой? Нет, ну там рамку взяли. Вот Євген дальше взяв. Рамка розвиття, а ядро це Ну, от методологія. ми Яким якби методологія, це на запас
уравнашування методів. Ось якби розвиття методології на от змістовне виказування на конкурсах ядра було Ладно. зроблено. Тогда все найдите, пожалуйста, открытое письмо Розина, Марка Розина, братьям-методологам. Последнее? Последнее. Оно где-то на методологических московских сайтах сейчас стоит для этого. И давайте рассмотрим вот эту рамочно-ядерную конструкцию. Там она описывается внутри. Нет, Нет. она просто повод и пример для развития метода. Кто она? Непонятно. То есть Вот оно открытое письмо, которое как раз и написано на тему остановки развития методологии. В наше время. То есть вы хотите рассмотреть развитие и методологию? Или что? Ну, если я согласен рассмотреть любую рамочно-ядерную конструкцию. Подождите, если мы начнем рассматривать письмо Марка Розина, то мы будем не рамочную ядерную конструкцию рассматривать, а письмо. Ой, блин. Вот. Ну, я просто как-то это могу. Понимаете, какая штука? Еще раз. Возвращаясь к исходной семиотике, да, где есть подлежащее и сказуемое. Видите, нельзя ничего сказать про пустое функциональное место, если про него ничего не сказать. Я не умею говорить про что-нибудь, не говоря про это. Владимир Владимирович, правильно ли я понимаю вашу идею? Потому что нам мало понятно, что мы будем рассматривать методологию в рамке развития, а высказывание о методологии в рамке развития мы будем брать из письма Марка Розина. Например. Хорошо. Потому что, вот смотрите, Леонид сейчас вышел рассказывать, проникнувшись ценностью и истории, и знания, там, и даже подхватив еще как вирус ценность времени и пространства. Да? Вот пришел он весь наполненный вот этими вещами. Да? Они ему ценны, он про них разговаривает. И это мешает разбирать. Так я именно поэтому и говорю, что если взять конкретное письмо, так его содержание Оно будет чужое, мешать. оно чужое. Так, И когда я наезжаю на Леонида, что он не прав, он начинает защищаться. Да? А на Розина-то мне можно будет наезжать? Так Ген может залипнуть также на методологию. Вам не будет жалко его, Я просто правда? боюсь, что мы на содержание письма залипнем, а не на рамку. Нет, ну подожди, Таня, тут может быть есть рациональное зерно в том, что взять одну пару. То есть не на выбор там 3 или 4 пары этих. Послушай, я ж не спорю про одну или про две. Я, ну, как я бы... понял, про что ты споришь, да. Я про другое, да. Типа, как не залипайте на вместе. Всего, что я не читал сам. Ну вот, и как бы, я себе представляю, да. Но зато и я почитаю под эту лавочку. То есть, тогда мы из письма Розина, неизвестного никому, набираем высказываний, которые бы укладывались в высказывания о методологии в рамках развития. Да. Хорошо. Отлично. А если мы сделаем так, что мы оставляем вот эту пару, да, Какую это? методологии развития, Ну, а письмо Розина или не письмо Розина уже как бы не определяем. Вот ты же понимаешь, что если ты начнешь рассуждать сам, то вот этот, ну как бы, потом начнется опять особо ценные залипания на... Не, лучше какой-то Кто прав, а кто взять, нет. так То есть, будет понятно. если нам нужно понять, Как- там некое высказывание, оно рамочное или безрамочное, а неправильное либо неправильное, да, то есть не спорите в содержании высказывания, а лишь вынести ему квалификацию, рамочное оно, либо безрамочное для конкретной рамки, то действительно может быть лучше взять чужой текст. Да. И тогда как бы не спорить о том, прав Розин или не прав. Попал в рамку, типа, попал. Вот что. Да, а попал он в рамку или не попал. То есть, как бы читая письмо, мы выбираем оттуда высказывания, которые можно поместить в рамку развития, Это, в принципе, которые будут осмыслены в рамке развития. Но не спорим о содержании самих Причем высказываний. удерживая функциональное место методологии. Ну, А это ядерное. значит, да, ядерное Ну, место. А это да. значит, что если какой-то плохой человек что-нибудь там испортил на чтениях там, имени Георгия Петровича или написал какую-нибудь плохую статью, да,
это в расчет не принимается. То есть мы удерживаем и ядро, Ну да. функциональное место, Высказывание и рамку, о как бы, да, методологии. отметая из статьи все факультативное, не относящееся к делу. Ну ладно. А можно я тут как бы вынесу Про историю. Нет, не про историю, как метод. Просто вот Леонид хороший сделал заход, но потом его куда-то слил. С меня спихнули. Нет, ну как бы вы сами его слили, то есть вы красивый заход сделали, типа, это как математика, у нас есть переменная. Мне это больше напоминает программирование, и там есть такая операция. Мы говорим, допустим, x это целое. А дальше делаем операцию. X присвоит значение, допустим, Вася. Ну и компьютер скажет, извините, вы уже определили эту переменную так-то, то есть выставили рамку какую-то, что x это целое число. И значит, вы не можете засунуть туда, а вы что? Имя Вася. И вот если следовать этой логике, как тупой компьютер, то выставление рамок это определение, какого типа у нас Переменная. имя. Да, там. Нет, рамка это вот это. Да. То есть это рамка, а x а это это вот имя. да. То есть мы про него ничего не знаем, кроме того, что это x. И дальше уже можно делать более правильную процедуру. Там x равно, допустим, 5 плюс 4. Стоит. Подожди, Тут Ваня, и как бы и что? Ты это И что-то новое. Это то, как надо делать, Вот проблема есть. То есть, как бы рамка твоим программистской логике, рамка это властивость некого, это функциональное место. Да. Так это ж не обов'язково так, не завсёды. Где не обов'язково так? В программировании обов'язково. Да, а когда ты выбираешь пары, ты можешь брать любую рамку. Да, можно написать не целое, а дробное. дробное или там строка. Ты вначале делаешь эту процедуру обязательно. Определение какого x. Правда, у тебя получается, что рамка это то, что обрезает возможности ядра, да? А если мы говорим про содержательные вещи, да, то ты, в принципе, любое можешь понятие положить в ядро, а только его, сказуемое о нем будет обмежевываться, а у тебя само ядро обмежевывается. Да, рамка обрезает. Так не получится. Потому что, во-первых, нам нужно понятие алгоритма, да, и то, что за понятием алгоритма лежит, то есть не входит. Да? Если под алгоритмом мы будем понимать все то, что может быть смоделировано на машине Поста, да, то на этот счет существует вот эта вот пресловутая задача Тьюринга. Да? Задача Тьюринга начинается там, где не определены алгоритмические способы, да, приписания сказуемого подлежащему. Что значит не определено? А то, что если у тебя в алгоритмических процедурах, формах, если за переменной x забито имя или там, не знаю, приписываемое ему Это свойство там или еще что-то целое, например, да, то тогда Вася туда не попадает, если мы только не установим, опять же, взаимно однозначное соответствие между Васей и целым. Вася туда никогда не попадет. Почему? Потому что оно Все целое попадает туда. Целое число. Половины Васи не попадает. Окей, я неправильно там определил целое число. Хорошо. Интегер, да? Целое число, да. Тогда мы имеем дело, например, с арифметикой целых чисел там и так далее. И любое целое число туда может быть покладено. Да? Положено, да. Один Вася тоже. Васю надо сначала преобразовать в число. Конечно. Например, там применить операцию сколько букв. Конечно. И только после этого мы сможем положить туда 4. Но Вася туда не влезет. Туда влезет только 4. Ты по рамках чего? Вот опять же, смотря как ты это делаешь, да, какие ты граничные условия создаешь для этого. Я очень строгой такой компьютерной логики. Есть
Если пойти глубже, то X это ячейка памяти. На целое выделено там, ну сколько там, 2 байта, по-моему. 2 байта. И вот если мы туда пихаем Васю, ну вот как бы, то что-то попадет сюда, что-то сюда, и когда мы спросим, а что оказалось в этой ячейке памяти, то оно выдаст, ну, какой-то мусор. То есть мы там не увидим букву В и А мы увидим какой-то мусор. Ну, такой типа числовой. Ну, то есть мы насильно туда впихнули и получили бессмыслицу. Компьютер вот будет именно так и воспринимать. Ну, конечно. И для меня в этом ценно только алгоритмические ходы мышления. Ну вот я же тебе говорю, что если бы мы остановились только на алгоритмических ходах, где есть ячейка, есть вообще то, чем она Либо может быть попадает, либо заполнена, не там, попадает и туда. так далее, да? Мы должны были бы сказать, из множества сказуемых или предикатов, которые возможно приписать субъекту, да, рамка пропускает одно, только одно. Один тип, не одно, а тип. Одно. Разные числа могут туда поместиться. Разные числа. Если ты записал туда целые числа, ты говоришь, что туда может попадать Только любое, целые числа. любое число Ну. из натурального ряда чисел. Ну это же дофига всего. Ну дофига, ну толку. тоже. Так как это позволяет Всё нам разнообразие. про это X что-то узнать. Ну, И теперь туда не смотри. попадет. Теперь Не смотри. попадет. Мы когда говорим про историю в рамке знания, да, то туда попадают как минимум истории, как истории, рассказы. И то, про что истории, как рассказы, про то, что было. Это две совершенно разные вещи. Но по формальным ходам мыслительным они работают точно так же. Нет, нет. Не, Смотрите, если мы определим X как строка, то эта строка может быть любая. Например, Вася любит Машу. И мы из этой строки можем узнать не только, что там любая строка, но и про то, что Вася любит Машу. Это тоже там содержится, как информация. А где любовь там к Маше и Васе? В смысле сказанного. А смысл где? Смысл в прочтении. То есть нет там этого в оцифровке, в дигитальном режиме этого нет. А нас-то интересует именно это. Любит ли? Так мы не можем, интерпретатор, он всегда останется за. Даже если мы туда очень что-то правильно запакуем. Конечно, но Подожди, эти подожди. схемы для этого, а не для Да, программирования отсечения. в компьютере. Да. Так смотрите, то, что вы туда очень правильно у доски запихаете, не факт, что тот, кто сидит перед доской, это оттуда же точно так же интерпретирует. Не факт. Поэтому Вася любит Машу, он всегда остается на стороне интерпретатора. толковать. Я подумаю. Но мне тут важно только вот сами ходы. То есть мне кажется, что если приучить себя вот такой же последовательной логике, как делает компьютер, тогда вот и не будет вот этой безрамочности. Если мы определили рамку как знание, то мы после этого просто не можем как бы ничего другого. Еще раз, понимаешь, ты как бы пытаешься это запихнуть в алгоритмическую действительность. Так логика, она точно такая же, она последовательна всегда. Если мы что-то достигли на предыдущем шаге, то... Это прошлая логика. Это прошлая логика. Она уже отжила свою. А приведите мне пример логики, которая непоследовательна. Ну вот все методологические схемы непоследовательны, нелинейны. Как минимум. И в чем их нелинейность? Ну, хотя бы в том, что они первоначально построены по принципу топики. Ну, они как вводятся последовательно, так и читаются последовательно. Нет. Нет, ну подожди. Нет где там последовательности. Ты можешь вводить пальчиком по И вводить ты методологическим можешь схемам, как хочешь. Как хочешь. Ну, как только вы провели, все, создалась последовательность. И читает как бы схему Вот последовательно. теперь смотри, ты провел и отложил. Потом можешь начинать вождение пальчиком заново. Будет вторая последовательность. Ну да. Ну, Это так как скрины это не с экрана компьютера. Но это Ты не делаешь, отрицает, складываешь. это не Какая там отрицает логика? последовательность. А? Это не отрицает последовательности. Вы каждый раз, проведя пальчиком, Вот. создаете последовательность. Конечно, я создаю последовательность, но она не задана.
Так, а я не говорю, что она должна быть задана. Я говорю, что нужно вводить пальчиком последовательно и читать нужно последовательно. О чем мы спорим Я сейчас? тоже не Ты очень заочно речь понимаю. читаешь. Ну, что алгоритмичность применима к мышлению. Твоя алгоритмическая Мышление начинается там, где кончается алгоритмичность. Нет, там начинается какое-нибудь творчество. Там. Нет, там мышление там как раз начинается. мышление начинается. Вот. Почему алгоритмичность задача это Тьюринга возникает? Это комбинаторика. Задача Тьюринга возникает из определенного представления об искусственном интеллекте, которое... Она возникает для разделения так называемого искусственного интеллекта и естественного интеллекта. То есть мышление и его имитации. на том уровне представления об искусственном интеллекте, который был у Тьюринга. Да и сейчас. То же самое сейчас. Сейчас есть как бы, куда более совершенная. Тоже мне куда более совершенные. Куда они более совершенные? Потому что Тест- машина в Копре обыграла. Тест Тьюринга проходит имитатор психолога. Соответственно, профессиональное мышление Не эмулирует. проходит. Он задает очень как бы, красивые вопросы, как может психоаналитик задавать. Да, какое отношение это имеет к интеллекту и к обману? Ведь что, в чем дело с Тьюринговой задачей? Он попытался это сформулировать в терминах обмана. Да? Понятно, что с ребенком, когда ты играешь в прятки, ты его тоже обманываешь. Но он растет и постоянно перерастает тебя. Так и интеллект. Мышление начинается там, где кончается алгоритм. Это не Ладно. так. Давайте это оставим тогда на следующие разы и, может быть, на методологический семинар. Попробуй доказать это. Тут есть еще одна такая штука. Мы закончим сегодня когда-нибудь. Одна ремарка. Очевидно, что просто вот функциональные методы ввели мы, сказуемые ввели нормально и просто разрал, а вот саму такую, не знаю, элемент схемы экранку, ну, для меня, но видно так кривато. Вот я как бы, вот вы спробовали это задавать, типа, ну, некие вот з рамки можна задавати та функціональні такі подказки, які, типа, нам можуть допомогти, там, ми можемо покласти, не можемо туди сказати. Ось, тобто, може і це так само програти кроху більше, якби, там, повутрить, ну, це більш зрозуміло вести рамку. Ну, видишь ли, да, наверное. Более того, мы разговаривали здесь на очень простом уровне, как бы, да? А ведь в истории, что бы мы ни считали историей, существует куча эпистемических проблем. Куча. Саганович в своих лекциях только чуть-чуть к ним прикоснулся, и то после того, как Водолазская 3 года приставала к нашим ведущим историкам поговорить об историческом познании, об историческом методе. То есть она попыталась вогнать историков, которые рассказывают кучу басен про историю, да? Вогнать их в эпистемическую рамку. Я про абстрактную схему, не про наполнение. То есть, что не Леонид Дремон навел, а як сам элемент схемы, в принципе. И рамочная отдельная конструкция. Ладно, тогда это разберем отдельно. Потому что да. про рамку мы не говорим никогда в рамочной ядерной конструкции. Ну, как элемент... Да, но Евген говорит, что мы про нее не говорим, когда рассуждаем содержательно уже в рамочной ядерной конструкции, но когда вы вводите эту схему, ему непонятна сама рамка. Элемент схемы ему непонятен. Слушайте, и мне непонятно, что тут непонятно. Угу.